Так, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ижери, шавига марша вогил, шу бюстика йоил, дайла дик ойтил, шу шаде шаш ача. Шамил чуял госун, так, муслим чуял госун. وعليكم السلام ورحمة الله وإنسي مارشو Дейл маршал. دال بيركت إفي تاويتان شو بيحكم بوغي حاشي مارش بوغيل دليجيشني وتحك تانر إفير دال مغلا وي كيزبيك أميال ديش وي حبيحكم بو حاشي تساعدوكو أميال ديش دو إن شاء الله программ Билгал Яхкан Йой. Так, тат низом, штат справился, иншалла, войти, а Белгал Яхкан Жны, масана сначала. Шамиль, хотелось бы сказать, основной эфир хотелось бы провести на русском языке, так как у нас глобальные вопросы, и нам будет легче объясниться на русском языке, мне кажется. Если моментами нохчему отбить то нету в этом проблемы. Ну, никаких проблем. На русском будем вести эфир. Наверное, сначала надо озвучить программу, примерно, как будет все проходить, и правила. Да, Шамиль, если хочешь, можешь кратко сказать, как у нас будет проходить эфир. Если хочешь, я тоже могу это озвучить, чтобы все знали, как по правилам мы будем сегодня проводить эфир. Ну, давай насчет программы я скажу, а насчет правил, вот кто сколько выступает, когда будет, например, вопросы. Давай, Шамиль. Да, значит, у нас всего будет 3 блока вступления и 3 блока по темам. Значит, сначала, значит, мы в начале вступления, в первой части мы объясним, ну, вот то, что мы сейчас делаем, объясняем цель эфира, программу и так далее. Второй блок, да, ну, первый блок, вторая часть, первый блок. Это то, что сейчас, какая у нас сегодня ситуация, анализ, значит, реальной сегодняшней ситуации, кто мы сегодня, где мы сейчас, что нас объединяет, что нас разъединяет, упомянуть внешние и внутренние факторы, которые касаются нашего народа, нашей диаспоры, касательно вот разных народов Кавказа, тоже вот как мы там вот, ну, в какой ситуации мы находимся. И самое главное, вот и в этом блоке, и во всех блоках вот сконцентрироваться именно вокруг конкретики. Не какие-то лозунги, не какие-то там обобщенные, идеализированные вещи, а вот именно конкретно, вот это у нас есть, вот это у нас нету, вот здесь мы согласны, вот здесь мы не согласны, вот здесь вещи, которые надо исправить, вот здесь вещи, которые у нас получаются хорошо. Второй блок, вот именно насчет, ну, более детально уходим в вопрос разделения и консолидации. Проблема – это разделение, решение проблемы, и выход – это консолидация. И вот как мы должны к этому прийти, откуда вот у нас разногласия внутри, например, сторонников Ичкерии, независимой Ичкерии, какие разные группы есть, кто за что борется, какие цели у каждого, как, значит, позиционируют враги нашей борьбы и их помощники против вот разных групп. Вопрос, вот, связанный с появившимся новым явлением вот этот атеизма, такого воинствующего, проявляющего себя, как здесь в диаспоре, так и на родине, значит. Здесь он более открытый, можно сказать, там он более скрытый и так далее. И как нам на это все реагировать. И третий блок в нашей программе – это стратегия и будущее. Наверное, самая важная часть. Там у нас больше времени мы уделим этому блоку, 20 минут. Значит, геополитика, где расположена Ичкерия, какой у нее геополитический вес, сотрудничество с другими народами Северного Кавказа и не только Северного Кавказа.
кто у нас союзники потенциальные, кто у нас враги, кто у нас временные враги, постоянные враги, можно сказать, или оппоненты. И независимость, как конечная цель, что значит иметь свое государство, свою землю, страну. Вот зачем это надо, почему это важно. И что нас отвлекает от этого стратегического мышления, почему мы не можем держать вот эту цель и каждый к ней стремится. И какие шаги нам нужно предпринять здесь и сейчас, вот это важно определить. И если мы завтра, например, если мы решаем двигаться вперед как единый народ, что мы должны сделать в первую очередь? Вот примерно вот эта программа, и будем постепенно по ней идти. Приоритет, опять же, будет нашим участникам нашего чата сегодня. Если я правильно понял, у нас сегодня в гостях и Муслим СС, и Ислам. И вот Ахкаши и Машло. Салам алейкум. Так, Совиалло, я закончил воинси. Тогда твоя часть по регламенту, и дальше уже будем переходить, наверное, к главной теме. Шамиль, баракаллах, что пояснил тему нашего эфира. Коротко хотелось бы упомянуть правила нашего эфира, чтобы мы знали. Этот эфир мы не спорим, кто прав и кто нет. Цель эфира мы должны искать решение и не выяснять отношения между собой. Не обсуждаем никакие личности, мы говорим о явлениях и системах и стратегии, которые нам сегодня важны. Каждый спикер говорит коротко, по сути, от 7 до 8 минут каждому спикеру, кто хочет высказаться. Было бы хорошо, если каждый определился бы, кто хочет выступать. Тем самым мы бы могли время побольше определить. Если нас будет мало, соответственно, у каждого будет побольше времени. Но с кончанием времени я каждого буду предупреждать, что его время закончилось. У нас могут быть разные мнения, это все нормально, мы уважаем друг друга и слушаем друг друга до конца. Главное, мы должны сплоченно и стратегически и глубже смотреть корень нашей проблемы. Вот сама суть. Я закончил, Шамиль. Так, вступление в Айчаркала. Закончили первую часть, касательно вступления. Наверное, уже перейдем к первому блоку вопросов. Да. Так, Муслим, Ислам, кто из вас первый хочет высказаться по этой первой части? Сегодня реальность. Я напомню эту первую часть. Это сегодня, на данный момент, где мы находимся, что у нас есть реально, что у нас нету. Ну, вот я уже зачитывал примерно. Всем, думаю, понятно, о чем надо говорить. Так, или муслим, или ислам. Да, начинайте еще. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хорошо, söyleyeceğim. Хорошо, Муслим. Маршал, бистикаю. Салам, маршал. İslam istrilitiş bir İslami galitiş. Ислам. Вистхал эхто буйваш. Mikrofon отключенный, гофшонный. Ин чурюх эрвеллир. Ин сухчувел. Это чун вистхал эхто бочух тердуцин. Коротко, сам вопрос заключается в том, что, если коротко сказать, где мы сейчас как народ, что нас в общем объединяет и что нас разделяет. Вот первый вопрос. Любой желающий может ответить на этот вопрос. Муслим, если пока никого нету, ты можешь начать. У тебя есть свободное время. Так как тут мало людей, можешь от 5 до 10 минут. Если ислам
пока не можешь, наверное, тогда я отвечу. Ну, где мы сейчас находимся? Такой вопрос, что под этим подразумевать? Мы где? Мы находимся под оккупацией, можно сказать, в первую очередь, что народ находится под оккупацией. Точно так же можно сказать, что часть народа находится в эмиграции. Что нас объединяет? Что нас объединяет? То же самое домашних, те, кто находятся дома, их будет объединять одно. Те, кто находятся в эмиграции, и не просто в эмиграции, но именно как политические оппоненты, их может объединять общая борьба или идея освобождения, деоккупации Родины. Точно так же, что нас точно всех объединяет, тех, кто дома, тех, кто за пределами, это история последних, там, можно сказать, 25 лет, можно сказать, и 35 лет. Нас всех объединяет то, что было в 90-е, то, что было в нулевые. И мне кажется, это именно то, что нас и разъединяет. Вот это наша история 90-х, 2000-х, она тоже по-своему во внутренней политике нас и разделила. Ну, это, можно сказать, и вплоть до нулевых. И последнее такое разделение, это, как мы знаем, 2007 год. Поэтому, если вот так вкратце сказать, может, ты еще дополнительно будешь задавать или конкретизировать, можно сказать, вот где мы находимся, в каком состоянии мы находимся, что нас и кого объединяет, и что нас разъединяет. Муслим, если вот конкретно упомянуть внешние и внутренние факторы, то география, диаспора, соседи и давление со стороны врагов, и роль организаций, которые существуют в Европе, и цель, чтобы узнать именно конкретика, из-за чего вот это вот случилось, почему мы в таком положении и что мы в этом положении должны делать. Ну, как я сказал, внешне это мы знаем, что Россия вторглась, она нас оккупирует, в первую очередь дома, на родине, наш народ оккупирует. Это вот внешнее влияние, которое оказывается сильное. Здесь, за пределами, которые находятся, здесь тоже есть давление тех стран, в которых мы находимся, начиная с Турции. Сейчас какая-то часть, может, даже она и небольшая, сторонников свободы и независимости находится также и в Сирии, ну, в арабском мире, скажем. И везде по-своему оказывается внешнее давление на нас в целом. И давление, можно сказать, больше такое, как негативное, как желание подавить, чтобы мы максимально не делали проблем тем странам, в которых мы находимся. И против той страны, с которой обычно эти страны хотят о чем-то договориться, сотрудничать. И вот сейчас война в Украине, она может быть чуть-чуть там где-то, в первую очередь, я имею в виду, в Европе, немножко как бы делает облегчение, потому что сейчас для всей Европы Россия угроза, враг в какой-то мере. А раньше это была угроза и враг только для нас. Как мы знаем, все остальные страны неплохо так относились к Путину. То есть вот такие внешние факторы можно упомянуть. Но внутренние факторы, как я сказал, это, по моему мнению, это вот история 90-х. У нас есть свой кризис,
например, до начала Первой войны, в предвоенное время. У нас есть потом кризис в межвоенное время. И, можно сказать, есть кризис в середине нулевых. То есть вот эти три кризиса, три фактора, которые оказывают сильное влияние на нас и оказали в том числе и на народ дома, ну и в том числе те, кто находятся за пределами, которые раскинуты вот так по всему миру, в разных странах. Диаспора, я думаю, в целом у нас поэтому очень слабо организована. Я имею в виду именно глобально, если мы берем как диаспора. Конечно, в каждых странах есть попытки организоваться, где-то лучше, где-то хуже, где-то успешнее. Но это в масштабах городов, например, но не в целом страны. В целом страны, если назвать, то, по-моему, кроме Норвегии, я даже не могу сказать вот так именно в масштабе страны, чтобы диаспора в основном как-то была сплоченная или на чем-то хотя бы организована. В других странах Муслим, такого нет. Да. вот при таком раскладе мог бы ты назвать три вещи, которые нас объединяют сегодня, и три главные причины нашего дробления сегодня? Но те, кто в диаспоре, ты имеешь в виду? Да, в диаспоре. Ну, в диаспоре, как я сказал, именно если как сторонников свободы и независимости, это однозначно объединяет или борьба против России в разных видах борьбы, да, там политической, какой-то информационной, кто-то и вооруженно в Украине участвует. То есть это вот то, что общее для свободы и освобождения, что объединяет. Ну, а то, что разъединяет, как я сказал, вот эти главные три причины, мне кажется, в основном среди вот этих людей, кто занят этой борьбой. Мне кажется, я много раз просто об этом проговаривал, не хочу повторяться, что это оказывает влияние на сегодняшний день. Почему? Потому что люди получили какие-то болезненные такие, как это сказать, Травмы. травмы, можно сказать, то с доверием, с кредитом доверия. Вот это вот то, что сильно сказывается. Но это из моих личных наблюдений, это мое как бы мнение. То, что я считаю, что вот это на нас оказывает влияние и не дает нам как бы сплотиться в монолит какой-то, как единство объединиться. И можно сказать, что вот эта наша раздробленность, каждая группа или организация, она делает, что может. Это однозначно. Вот как бы мы ни были раздроблены или во внутреннем таком противостоянии, обвиняя или критикуя, но каждая группа что-то делает. Она тратит свое время, она тратит финансы, она жертвует чем-то и занимается, несмотря на то, что вот нет вот этого единства. Поэтому в целом получается, что вот эти разные группы, они как бы чувствуют внутреннее спокойствие в том смысле, что они не прекратили борьбу, что они борются, что борьба продолжается, и они лично что-то делают ради достижения этой общей цели. Просто проблема, что это происходит разобщенно, несинхронно. Ну и вот это отсутствие единого какого-то координационного центра, оно сказывается, по моему мнению, и на качестве этой борьбы, или на эффективности этой борьбы. Ну, это известная, да, как бы истина, там, ударить растопыренными пальцами и ударить кулаком, это два разных удара, две разные кинетические силы, да. Очевидно, что кулаком удар бывает мощнее, лучше, сильнее, а растопыренными пальцами особо сильно и не ударишь. Вот эти наши организации, группы, это как растопыренные пальцы. Каждый палец отдельно бьет или тыкает, пытается, но мне кажется, что противник особо не чувствует это.
Так думаю. Баркал Муслим. Есть желающие высказаться? Воинси, если ислам пока не может, я дополню. У ислама со связью там какие-то проблемы, со сим-картой. Тогда вот именно по этой первой части хотел добавить, значит, то, что Муслим проговорил, дополнительно я хотел бы такой вот, ну, пример привести, можно сказать. Сегодня, вот если взять на реальное положение, в котором мы сегодня находимся, вот мы сказали, да, оккупация на родине. Вот когда мы говорим оккупация, сразу у людей такое впечатление, как вот во время фашистской оккупации, например, разных территорий, да, в Советском Союзе, там стоят злые такие солдаты на каждом углу, расстреливают людей, вешают и так далее. Вот такое вот впечатление у людей бывает. И люди не думают, что оккупация, само слово оккупация, оно может быть и в других ну, форматах и проявлениях быть. Например, вот эти три балтийские страны, да, Литва, Латвия, Эстония, они были оккупированы, и вот весь западный мир, в частности США, рассматривал эти территории как оккупированные и не признавал, значит, их в составе Советского Союза. У них была очень развитая, значит, в рамках Советского Союза, у них была очень развитая, например, повседневная жизнь, экономика, там промышленность более эффективно, можно сказать, развивалась и так далее. Ну, европейский, можно сказать, Советский Союз европейского формата это был. Но они были оккупированы, они себе называли, считали оккупированными, они имели огромную, значит, диаспору в странах Запада, которые вот так же стремились к тому, чтобы освободиться, чтобы получить независимость и так далее. В конце концов, они получили свою независимость, и сегодня эти три страны, они весьма успешно, даже в сравнении не с другими европейскими странами, у них идет очень такое эффективное развитие. Вот это оккупация, например, чтобы понимать реальность. Второй момент я хотел провести, надеюсь, все правильно поймут. Такой Невзоров есть, да, человек, который явно не наш друг, можно сказать, не наш сторонник, наоборот, скорее всего, один из наших явных ожесточайших врагов, который издевался над тем, что творилось во время первой, второй агрессии. А теперь он, вот, не знаю, слушали вы его интервью или нет, он сделал такое выступление, где он описывает сегодняшнюю ситуацию в оккупированной Чеченской ситуацию в оккупированной Чеченской республике Ичкерия. В этом в своем вот выступлении он говорит, что как бы чеченцы победили. Он с одной стороны, он очень комплиментарно высказывается, говорит, что чеченцы фактически победили, но решили эту победу использовать в своей выгоде, как бы, и продали ее взамен на стабильность, взамен на право, значит, строить города, улицы, там, мечети, на право, значит, получать вот этот вот субсидии и на право делать, что хотят. Ну, он явно имеет, наверное, в виду кадыровцев, во всей Российской Федерации. Вот он описывает эту реальность так. И вот эти два примера, например, на фоне этих двух примеров, Муслим, как бы ты вот оценил сегодняшнюю реальную ситуацию? И действительно ли, и к тому же он еще упоминает, Невзоров, что вот он делая свой анализ, говорит, никто ничего не забыл, чеченцы ничего не забыли, они непременно, значит, это все, вот эти вот зверства, вот эти вот бомбардировки, вот эти все, что творилось над народом, они это все помнят и держат в себе, и не только вот последних двух агрессий, а вообще с 19 века, с Кавказской войны, все это помнят и держат в себе, и в нужный момент это все проявится как бы. Вот в твоем анализе вот этих двух примеров оккупации, значит, этих трех балтийских стран
И то, что вот Невзоров говорит о реальной ситуации сегодня касательно чеченцев и в том, что они победили, но как бы не стали, я не буду повторяться. Муслим, как ты вот про эти два момента скажешь? Шамиль, ну что касается трех прибалтийских стран, которые были оккупированы Советским Союзом и долгое время, получается, находились в эмиграции, вели свою борьбу. Мне кажется, в нашем случае немного с этим труднее, потому что нас как официально, ну вот кроме Украины, мы видим, что не признают эти страны или Запад, что мы именно оккупированы. Им было намного легче, потому что к ним отношение было другое. Поэтому в нашем случае та же самая иммиграция, та же самая как бы борьба в эмиграции, она разная, и, ну как сказать, эффективность тоже бывает не такой, как была у них. Это связано именно с тем, что если их признавали официально, как правительство в изгнании, например, да, и не признавали ихнюю оккупацию, то в нашем случае оккупацию у нас и не признают, или правительство в изгнании официально тоже не признают, поэтому нам труднее, одним словом, если вот так сказать. Приходится в основном самим все делать, идти, как обычно, против такого большого давления международного. А что Шамиль. касается... Да. Что касается Биедзмансон, Невзорова, да, я вот помню, что в Первую войну его вот эти фильмы, это «Гюрза Мюрза», и вот это «Чистилище», я вот помню, я когда сам тогда еще это «Чистилище» посмотрел, когда он был снят, будучи чеченцем, я думал, вот эти сволочи чеченцы. То есть такая мерзость была им снята, как пропаганда. И это как художественный фильм, и передачи, какие снимались. Мне кажется, что он остался тем, кем он был. И вот эти его слова, что чеченцы победили, и чеченцы не забыли, это вот, может быть, для кому-то это льстит, да, каким-то чеченцам. А я это слышу так, что это закладка под будущую войну. Получается, если чеченцы победили, русские должны обратно победить, во-первых. То есть надо снова пойти и этим чеченцам отомстить. То есть это закладка такая, по моему мнению. Это манипуляция вот этим общественным сознанием. Но мы видим, что она удачно получается, эффект русской общины. Наблюдаем, да, в масштабе вот это вот античеченское, оно только набирает обороты, несмотря на это все. То есть мне кажется, что это именно закладка для будущего такого конфликта, чтобы вот пошли и победители чеченцев все-таки в конце-то концов победили русские. И второе, что чеченцы вот не забыли, они все помнят, тогда получается это угроза, то есть сразу и с этой карты он заходит. То есть это угроза всегда с юга, что они могут там что-то сделать, напасть, атаковать. Они на нас злые, как бы сидят, ножи точат. То есть это тоже его утверждение, мне кажется, вот в русле вот этой пропаганды, что с чеченцами завтра надо будет разобраться окончательно, их победить и как угрозу ликвидировать. Поэтому я думаю, что это мрази ведет вот такую работу. И это мы по 90-м тоже помним, что тем же он и тогда занимался. То есть ничего не поменялось в его случае. Вот такое мое мнение, Шамиль. Шамиль, вопрос хороший, но мы, мне кажется, немножко от главной темы отходим, от блока отходим. То, что мы первый вопрос задали, тем даже, кто сейчас по-новому зашел эфир,
у нас вопрос заключается в том, что где мы сейчас как народ, что нас объединяет и что нас разъединяет. То, что входит в эту категорию, хотелось бы, чтобы мы нашу дискуссию держали именно в этом русле. Потому что то, что мы сейчас говорим, мы к этому, к концу нашего эфира, мы все равно к этим вещам подойдем. Поэтому было бы хорошо, если мы строго будем по правилам идти, Шамиль. Муслим, Баркал. Да, Ассаламу да, алейкум ты нас варахматуллах. поддерживай в рамках регламента, когда мы будем уходить, ты нас поддергивай. Маршал Ислам, Висхоллаху алейкум салам. У меня небольшие проблемы с телефоном. У меня симку, он давно уже, несколько недель, месяц уже не видит. То минуту показывает, то пропадает. Поэтому у меня не получалось сюда зайти. Итак, касательно того, что нас разъединяет, что нас объединяет. Насчет разъединения я скажу. Это, наверное, наиболее такая острая проблема, наиболее болезненная. По моему субъективному мнению, конечно, это в первую очередь это религиозный фактор, как его отсутствие, так и его наличие. Люди, которым он важен, то есть религия важна, против тех, для которых религия менее важна, либо вообще не важна, а такие люди у нас тоже сегодня появились. Это даже если люди имеют схожие религиозные взгляды, то они разнятся в целях, куда они идут, зачем они идут, начинаются споры вокруг этого. Даже если у них имеются общие религиозные взгляды и общая цель, общее видение, общего будущего, даже в таком случае нет как такового объединения. И здесь уже вторая причина, как по мне, опять-таки, мое субъективное мнение, это личные обиды, личные недопонимания, личные обиды. Вот этот про меня это сказал, тот про меня то сказал. Этот меня не репостнул, грубо говоря, если мы сейчас говорим об информационных наших известных площадках. Этот отказывается со мной сотрудничать, этот отказывается предоставлять мне информацию, допустим, кто-то спрашивает там про то, но тот не хочет ему давать эту информацию, либо не хочет его репостить и так далее. То есть вот этот фактор, личные обиды какие-то, потому что где-то когда-то кто-то на кого-то там накричал, кто-то поднял голос и тому подобное. И третий фактор – это амбиции. К сожалению, не без них. Многие люди амбитны, многие хотят себя видеть на каких-то, даже если не должностях, но на каком-то статусе признаваемыми. И я, в принципе, не сужу людей за это, потому что это общечеловеческое такое чувство, когда человек хочет быть уважаемым. Он хочет, чтобы его как минимум уважали. Даже если его не превозносили, то как минимум, чтобы его уважали. Это нормально. Но люди часто в погоне за уважением путают именно с личным каким-то особым статусом. Кто-то хочет именно вот такую должность или вот такой статус. Если это группа, то он хочет, чтобы его выделяли, чтобы к нему особенно относились. Либо, допустим, группа имеет какое-то личное плохое отношение к этому человеку, и они начинают его подавлять, его волю, его личностные свободы, его свободу слова начинают подавлять. Внутри джамаата это может быть происходить. И тогда человек начинает, естественно, как-то возмущаться. То есть виноваты все и вся, я бы так сказал. Вот эти три основные момента, то есть религиозный фактор различия, его трактовки в целях, личные обиды и личные амбиции. Как-то так. Баракаллаху фик. Муслим, Ислам, Баркал, что ты озвучил. Хорошо, что ты это озвучил более детально, в детали в эти проблемы. Мы не будем углубляться, так как детально мы это все знаем, именно как это все, что происходит. Для нас важно просто поставить оценку, сказать вот именно вот это, третье, десятое, мы имеем проблемы. Определив наши проблемы, только тогда мы сможем эти проблемы решить. Мы должны сперва знать, в чем наша проблема, и после этого мы можем уже можем найти решение для этой проблемы.
Баркал, среди спикеров, у которых включен микрофон, есть ли желающие высказаться по этой теме? М. Хасан. М. Хасан вышел. Венси, спикер ваш, у кого включен по никам, упомяни их, а то каждый видит, что у него микрофон включен или не видит. Может видеть, но не решается. Хорошо. Она? Ну, из включенных у нас Ислам, Муслим и два наших администратора, Шамиль. Руслан Берсанг, можешь говорить. Так, Руслан, не говори. Если из данных присутствующих нету желающих сказать по этой теме, можем резюмировать этот вопрос, Шамиль, сделать вывод и уже переходить на второй блок. Ну, мы все как бы перечислили вот эту реальную ситуацию, которая у нас на родине, реальную ситуацию, которая в диаспоре затронули. Ну, констатировали, можно сказать, тот факт, что разделение, оно все-таки есть. И примерно определили, по каким критериям, по каким факторам мы разделены. Из-за каких факторов разделены. Дальше думаю, уже можно прийти во второй блок и уже более детально войти в тему разделения и консолидации. И здесь, значит, у нас почему внутри сторонников независимости Ичкерии нет единой цели, разные группы организаций. Это значит, получается, надо сделать инвентарь. Вот есть разные группы, и кто к чему стремится, кто чего добивается, за что борется. Дальше надо констатировать и сделать инвентарь также другой стороны, противостоящей стороны, враги, их помощники, как они работают, кто мешает, как они мешают нашему объединению, если мешают. И дальше уже тема перейдет в вопрос атеизма, который начал тоже активироваться. И, думаю, по пунктам будем идти. У нас мало времени на этот второй блок, 15 минут. Так что надо начинать, я думаю. Шамиль, так как у нас мало спикеров, которые в этой теме присутствуют, мы можем это время как бы растянуть. Okay. Значит, как я понял, у нас ислам, муслим и ты. администраторы. Ну, я и наш администратор. А среди слушателей, если кто-то хочет по этой теме высказаться, мы им даем слово или... Конечно, мы всем даем слово, если кто-то хочет высказаться. Это надо уточнить, чтобы они это знали. Просто ислама и муслима мы знаем уже их как спикеров, а также остальные люди. Эфир сделан, чтобы народ высказался. Эфир сделан для народа, чтобы понять, понимаем ли мы друг друга, и вот эти основные моменты. Шамиль. Все, так, основные спикеры по этой теме, которую я сейчас озвучил, кто первый выскажется, ислам или муслим? Шамиль, ты озвучь конкретный вопрос, потому что ты перечень различных тем озвучил в блоке. Конкретный вопрос задай. Давай начнем с первого, значит. Первый вопрос. Почему, значит, внутри сторонников независимости Чеченской Республики Ичкерия
Нету единой цели. Вот это первый вопрос. Муслим, Вестхова. Ислам, пока у тебя связь есть, лучше, чтобы ты проговаривал. Проговори. Касательно, касательно того, что у нас нет единой цели и почему ее нет, я думаю, много факторов. И я думаю, те 3 пункта, которые я до этого перечислял, почему мы не можем объединиться, что нас разделяет, они тесно с этим связаны. Нет единой цели, потому что нет, как минимум, понимания единого будущего, формы этого единого будущего, как оно будет протекать, а также как будет протекать путь, инструментарий, набор инструментария для достижения этой цели. А здесь это тесно связано с религиозными различными разностями в убеждениях. То есть все могут быть мусульманами, но по-разному трактовать религиозный путь и также конечную цель. Кто-то хочет однозначно построить шариатское государство, где полностью все сферы человека будут зависеть только от религии. Кто-то говорит, что да, в принципе, он не против этого, да, вот мы все мусульмане, да, мы должны этого хотеть, но мир нас не поймет, и поэтому мы должны чуть-чуть где-то дать этому миру, так сказать, уступить этому миру и пойти на какие-то уступки в некоторых сферах. Можно сегодня привести в пример Сирию, которая вроде изначально эти ребята, братья, которые там воевали, они говорили вот за 100% шариатское государство и так далее, и так далее. Но сегодня мы видим, что это далеко не так. В школах даже ограничили, допустим, чтение Корана, уроки по чтению Корану за счет внедрения уроков по музыке. Да, казалось бы, сказали бы там математику, да, ввели больше уроков, или там биологии, или химии. Нет, ввели больше уроков именно музыки, ограничив уроки чтения и изучения Корана. Это естественно, это не просто так сделано, это сделано для удовлетворения каких-то западных элит, от которых зависит сегодня санкционная политика, чтобы сняли санкции, чтобы с ними хорошо там торговали, относились к ним и тому подобное. То есть у кого-то есть такое видение. У кого-то вообще есть четкое разделение между религией и государством. Кто-то говорит, что мы должны быть светскими, оставаясь мусульманами лишь только в душе, лишь только у себя дома, так сказать, ограничиваясь там походами в мечеть и молитвой на коврике у себя в комнате. Есть другие, которые говорят, что религия – это зло, это опиум для народа, это вот сегодняшние наши. Я бы не сказал, что они новые, нет, они старые, они всегда были, просто только сегодня они получили голос. И они говорят, что религии, в принципе, вообще не должно быть. И религия чуть ли там не должна преследоваться, а именно ислам. И поэтому вот эти разделения, они сказываются на том, что нет единой цели. Как я сказал, даже у тех людей, которые имеют общее религиозное, там, допустим, общее видение будущего, общий инструментарий, они, можно сказать, из одного религиозного лагеря, 100% могут быть. Сейчас, сегодня, я думаю, не будем называть имен, но мы могли бы назвать эти имена наших публичных деятелей, групп отдельных, у которых одинаковые религиозные взгляды, одинаковое будущее, видение этого будущего, но они не объединены. Почему? Нет единой, вроде как бы цель есть, видение есть, но не хотят друг с другом работать, взаимодействовать. Почему? Личные амбиции, вот эти 2 фактора, и личные обиды. Я думаю, вот, в общем и в целом, примерно так я это вижу. Баракаллаху фикум. Ислам. Муслим. Но если как ислам с чего зашел, да, вот, дополняя из того, что он проговорил, я просто вот это не понимал.
когда спрашивается внутри чеченцев, почему нет единой цели, по идее, как я сказал, единая цель-то есть у всех. Я проговаривал, это деоккупация, освобождение нашей страны, нашего народа, то есть возвращение чеченского государства. Получается, эта единая цель есть у всех этих разных групп. Вот почему, если сформулировать, почему нет сплоченности, как как единой целой организации, да, вот здесь, как ислам сказал, и я сам обычно об этом тоже говорю, что влияет прошлое и будущее на настоящее. То есть прошедший опыт, как я говорю, это будет 90-е, будет нулевые. И это влияет. Почему? Потому что есть обвинения. Одни обвиняют других в том, вот какое государство вы строили. Кто-то может говорить, что, например, вот вы строили такое государство, там не было закона, порядка. И другая сторона может точно так же говорить, вот вы когда были, а у вас что и как было. Я обычно об этом тоже говорил, когда какие-то люди начинают критиковать межвоенный период Ичкерии, 97-е, 99-е года, и начинается обсуждение или критика, вот какое шариатское государство у нас тогда было, что у нас там за шариат был, или что этот шариат нам принес, что это вообще исламская тема нам принесла. Но при этом эти же люди почему-то забывают, что было в предвоенное время, до Первой войны. Никакой там практически разницы нету. То есть разгул криминала, разгул преступности. Все было то же самое. Но тогда, получается, у нас все-таки было больше светское устройство, да? Но это не критикуется. То есть это, наоборот, оправдывается или игнорируется, или обеляется. А межвоенный период критикуется. Вот это вот то, что я говорю, то, что сказывается история этих 90-х. Получается, это прошлое. То же самое нулевые, 2000-е. Есть другие поколения, которые выросли, у которых тоже есть претензии сразу к обеим этим группам, например, которые, может, между собой еще как-то противостоят. А есть еще молодое поколение, которое вообще критикует оба этих варианта. То есть для них, что предвоенное время, что межвоенное время – это то, чего они не хотят для себя, и то, чего они хотят избежать. То есть точно так же прошлое. Но у этого молодого поколения у них есть те же самые какие-то свои или ошибки, или такие моменты в их борьбе, где их точно так же обвиняют или говорят, что вот этого нам точно не нужно, то, что сделали вы. Но это тоже сейчас все в прошлом получается. Я говорю о нулевых и вот этих между 2010-м и там 2020 годом, например, в этих промежутках, что происходило. То есть точно так же и говорится в адрес этих людей, что то, что вы сделали, мы тоже видели, и это мы тоже этого не желаем и не хотим, например. И получается, в общем, это прошлое, то, что влияет сегодня на настоящее. И почему не происходит объединение? Потому что, вот как ислам говорит, что вот в будущем кто и что будет строить, и как будет строить, и как ему можно доверять, что он, например, не повторит того, что он сделал в прошлом. То есть прошлое и будущее влияет на настоящее. Вот сегодня не объединяются именно по таким причинам в единое целое. Вот то, что я вот все время говорю, что это влияет прошлое и теоретически будущее. Поэтому я согласен здесь с исламом, то, что он сказал, что разное видение госустройства, например. Вот об этом тоже идет речь. И тогда, получается, плавно перейдем туда, вот это госустройство, кто и как его видит. Как я сказал, например, если в предвоенное время, можно сказать, это
больше было как светским государством, да, и это постепенно движение более к исламскому было. Ну, первая война, она как бы сделала быстрее этот переход, и буквально с 96-го, как только заканчивается активная военная деятельность, начинается бурное как бы исламское строительство, попытка создать исламское шариатское законодательство. Почему? Потому что было разочарование именно в предвоенное время, в том разгуле, в том правовом нигилизме. Когда для чеченцев вот эти какие-то уголовные кодексы там Российской Федерации в прошлом, да, РСФСР, точнее сказать, ну как бы не считались с ним чеченцы, абсолютно. И я об этом много раз сам говорил, это и Джоухар, и у другой элиты это мнение еще было в 93-х, 4-х годах, что вот религия это святое для чеченцев, и вот шариатские законы или шариатское правосудие будет пользоваться большим уважением и большей легитимностью. Но одно дело так сказать, другое дело осуществить, да. И вот это осуществление в межвоенный период, оно, как мы помним, те, кто помнят, было много проблем, было много ошибок. И получается, вот это вот все в совокупности влияет и выходит и сегодня на этот первый план, да, какое государство мы будем завтра строить, какое госустройство. И если так по факту взять, я об этом говорил, что 96-й год, 97-й год, 98-й год, вплоть до того, что не только указы президента Масхадова, а конституционные изменения происходят. И проблема в том, что, во-первых, люди или не знают, или люди реагируют на то, что тогда происходило, как противостояние каких-то групп в борьбе за власть. И обычно обвинение было, вот мы хотим исламское государство, мы хотим шариатское государство, но получается оно было прописано уже в той же Конституции. Как я говорил много раз, 95-я статья, если я не ошибаюсь, 95-я статья Конституции, где говорится о судебной власти, там в Конституции это было уже добавлено, что шариат является основой. То есть судебная власть судят, потому что не спаслал Аллах. Все, получается, это государство в конституционное уже дополнение в Конституции, шариат как судебная последняя инстанция. Да? Что вот в любом государстве, когда происходит, например, противостояние, какой-то конфликт, последняя инстанция – это суд. И в суде решается, кто прав, кто не прав. И здесь вопрос, а чем руководствуется суд? В нашем случае было в Конституции прописано, что руководствуется шариатом. Значит, это уже как шариатское законодательство. И тогда возникает вопрос. Те люди, я это сам из личного общения замечал, когда начинают говорить, вот мы потом, когда деоккупируем, потом мы это выясним, какое государство. Я говорю, не надо выяснять, это уже все закреплено. Это наоборот, получается, кто-то ставит под сомнение это государственное устройство и хочет его пересмотреть. Вот это как бы присутствует. Здесь вопрос, это уже пройденный этап, это уже изменения в Конституции, это вроде бы все прошло. С этим надо согласиться, это вот закон страны, главный закон, да, получается. Но бывает обсуждение и попытка поставить это под сомнение и сказать, что это еще не определено, будем определять. Это вызывает недоверие, это вызывает противостояние. Вот это присутствует. Ну и крайняя форма, да, как радикализма, это если есть как секуляризм, скажем, есть крайняя форма этого секуляризма, как исламофобия, которую вот в последнее время мы наблюдаем. Есть определенные люди, которые просто заняты тем, чтобы как-то оскорбить, задеть, очернить, спровоцировать
Ну, это вот просто исламофобия. Это даже не секуляризм какой-то светский, потому что целенаправленно атакуется только религия ислам, не иудаизм, не христианство, не какая-то другая религия, а именно атакуется ислам. И попытка все то, что свойственно человеку, перенести на религию ислам и выставить, что это ислам в этом виноват. Поэтому есть и такая крайняя форма, да, крайний радикализм. Но есть люди, которые не являются исламофобами, они считают себя и мусульманами, но говорят, что вот шариатское это как бы для современности может не подходит там, ну, то есть это присутствует, такой секуляризм, скажем. И вот это мне тоже кажется такая тема, которую надо хорошо проговорить, разобрать, чтобы вот в этом прийти к какому-то знаменателю или хотя бы расставить все точки. Поэтому, если есть возможность, я бы хотел бы немножко именно по этой теме проговорить что-то, как исторический экскурс сделать из того, что я знаю. Есть желающие еще высказаться по этому поводу? Рамзан Ибн Руслан, ты говорить будешь? Надо еще раз на эту синюю кнопку нажать, чтобы говорить. Большая синяя кнопка. وين может وين عملت وش بيش خربو تعال ديستخل نخشمتا ديستخل لا بجري نخشمتا ديستخل مقردوشن قزادونا تصديق كان هما داش شنوي. Я хотел бы уточнить касательно того, что говорили и ислам, и муслим, как бы, ну, когда мы говорим о том, что разные цели, у нас, конечно же, автоматом уходит разговор в то, что вот, шариатское государство, не шариатское государство, светская демократия и так далее. Вот это реальность, это реальный фактор, который, да, сегодня вот у многих людей такое вот понимание, что если мы строим государство, если мы, например, говорим вообще о государстве, то это должно быть государство, которое было, ну, которое будет соответствовать праведному халифату. Вот это мы, как бы кто ни говорил, речь именно об этом. Если мы сегодня строим государство, то мы можем только исходить от того, что нам нужен формат или пророческого государства, да, халифата, алейхиссалату вассалям, или, как минимум, значит, правильного халифата. Все к этому, как бы, все, когда говорят шариатское государство, все начинают возвращаться именно туда. И все отлично понимают, что сделать это огромно, ну, очень тяжело. Не только нашему маленькому народу, а даже целые нации исламского мира сегодня проходят сложнейшие процессы, которые вот связаны именно вот с этим, с вот этим, ну, сопротивлением или, я не знаю, противостоянием, можно сказать, между светским и шариатским. И нам говорят, например, ну, мы говорим, вот, мы мусульмане, мы должны, если мы государство строим, мы не имеем права, значит, говорить о каком-либо другом формате, кроме шариатского. И все. Если у тебя это не получается, если ты об этом не говоришь, если у тебя это не получается, ну, значит, ты все, короче, ты не можешь ничего делать, ты должен сесть и оставить все как есть. Или идти вот на такие вот, ну, в такие вот экстримы, как, ну, которые мы видели там в разных проявлениях, там, напролом, там, вот эти все движения. И это уже не строительство государства, это уже не может быть строительство государства, потому что там нет никакого анализа, нету никакого там, никакой дипломатии, никакого компромисса, никаких международных там отношений,
соблюдение международного права, это все там уже не нужно. Это ты вот, или ты берешь мечом, короче, освобождаешь территорию, там ставишь черный флаг, и там уже управляешь как, ну, как ты понимаешь вот первые истоки ислама. И вот опять потом мы начинаем с самого начала, это потом не получается, там перегибы, там вообще никто не понимает действительно, как это все применялось на самом деле. Потом идет, значит, разруха, потом идет опять повторная оккупация и так далее. Вот по этому огненному кругу, можно сказать, у нас не только в наш путь нашей борьбы, но и путь всех вот разных других стран, народов, исламского мира, вот он через это проходит. И поэтому, да, вот цели, цели они будут. И появилось, как вы уточнили, новый вообще формат, который говорит, короче, вообще не то, что там шариатское, они вообще говорят, что там надо устанавливать полно, не то, что секуляристский какой-то формат, даже не светский формат, даже не дело там у них не демократии. Они говорят, что надо, они говорят уже о явно враждебном, воинствующем, атеистическом формате, которого даже вот в коммунистическом Китае или в сталинском СССР не было. Вот такого формата государства они нам теперь предлагают. Откуда они появились и вообще что это за люди, каким они вообще форматом соображают, ни в международном праве, ни в исламском по-любому, и не в Шамиль, нашем. это следующий вопрос, чтобы ты не забыл, который мы будем обсуждать. Окей, но вот эта цель, вот у нас тут разные цели, да, это мы уже определили. Есть, у нас не разные цели фактически, но если мы вот анализируем реальность, есть люди, которые имеют такую цель, идеально, или все, или ничего, да? Есть люди, которые действительно, значит, знают реальную ситуацию, реальные возможности, проблемы, и знают действительно, что мы можем, что мы не можем. И есть другая крайность, это которая вот в другую крайность тоже невозможное предлагает. И вот эти три цели, можно сказать, три основные группы у нас есть. И четвертая группа, которая говорит, что надо вот именно как сейчас ситуация стоит, это вот по формату, который, значит, озвучил Зоров, это то, что мы победили фактически Россию, мы получаем всевозможные там субсидии, гранты и так далее, мы ведем бизнес, мы ведем от криминального до экономической, значит, торгово-экономической деятельности по всей России, и мы делаем, что хотим, везде нам зеленый свет, мы развиваем республику, мы строим города, проспекты, мечети и так далее. Вот что вам еще надо, вот этот формат, вот наша цель, мы достигли нашей цели, короче, люди живут, и все. То, что там формально в составе России, нам это на это наплевать. Вот это четвертая, значит, категория людей. Вот это реальный инвентарь, можно сказать, групп, которые с разными целями, основные. Если я не прав, то пусть наши спикеры меня поправят, а дальше мы уже будем анализировать вглубь уже, как Ванси ты уточнил. Хорошо, Шамиль, Баркал. Чечен, Берти, Вистхолеho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Смотреть вас. Ва алейкум ассалам варахматуллахи ва баракату. Марша Уолл, Хэшфон, можешь говорить. Весело, я ветки, водки, больше кулом, я ветки. Муса, касарат мата, я знал, я хаю, когда я учился, из этого точки байче, посун хату сюда от моей имени. Что нас объединяет, что не объединяет. Соответственно, я знаю, а зачитать не. Сеохмал, я ищу хула. Возьмите я знаю, не чая. Асин Сейчас. Ну, я говорю, что лучше, видео, ложный вопрос. Плюса, пожалуйста, была. Мекшду.
Сомнения, вот это раз, один сорт идут, вот 100% ну, 90% вот бусу кругу Аллах, есть там, я лело дуй, ламаз я мархан, я лил я все равно, мосто кесу, истак диня волсуга, иман чуала, удамула, вот почалка, ой, мяшахи, и проблем я свой, и процент дела, дин гълбър на бъдвайс, и че му се чуаху семья без урода не бывает, он шумду, истак зата кето метавало, и проблем я. Аз хая итнон, а есть шансы. Тере се бока дата не будет. Тогда я зачитаю на русском языке. Каким образом мы можем изменить ситуацию? Вопрос. Невозможно объединение на заблуждениях и нововведениях, потому что сердца не объединяются, кроме как на вере, имане и единобожии таухиде. Также необходимо возвращать все наши разногласия на весы шариата, законодательство Всевышнего Аллаха. Таким образом, если мусульмане желают, чтобы их сердца объединились, необходимо, во-первых, правильно исповедовать религию Аллаха, единобожие, таухид. А во-вторых, необходима богобоязненность и праведные деяния, так как они защищают от страстей. В-третьих, следование шариату Аллаха во всех наших делах. И последнее, обязательность возвращаться при каждом разногласии к Корану и Сунне, примеру пророка, мир ему и благословения Аллаха. Если мы договоримся на этих основах, и вся мусульманская община будет следовать им. И если каждый из нас начнет исправлять самого себя, то по воле Аллаха наши сердца объединятся, иншаллах. Вот, Массарна, вот я коротко зачитал от спикера Чечен Берти. Можно я тоже зачитаю то, что мне написали, с чем я согласен, и мне кажется, брат тоже хорошо сформулировал это коротко, и мне кажется, даже тут сразу у него ответ, кто враги и помощники против нашего объединения. Такой хороший текст у него получился, короткий. Можно я его зачитаю? Да, конечно, муслим. Ассаламу алейкум. Из причин, почему люди не хотят объединяться. Он его так назвал, но, по-моему, у нас здесь было тоже проговорено вами, что кто враги и помощники против нашего объединения. И мне кажется, вот в этих 3 пунктах на оба эти вопроса есть ответ. Из причин, почему люди не хотят объединяться, первая причина – непонимание, где нужно прощать, где не нужно прощать. Так как у нас преобладает жесткость и брутальность, мы, кавказцы, выбираем вариант не прощать. Это первый пункт. Здесь получается, мы видим, почему не объединяются, и кто враги и помощники вот этого нашего необъединения. Получается, мы сами себе враги, которые вот нашей ментальностью, нашим характером сами себе и мешаем в том числе. Ну, я не говорю о явных врагах. Получается, в чем-то мы и сами себе враги. Согласен с тем, что вот брат писал в 1 пункте. Вот 2 пункт. Непонимание того, что является для тебя принципиальным, а что не является принципиальным. Тут также мы выбираем принципиальность, даже есть в голове вероятность, что этот вопрос не принципиальный. Также из-за своего менталитета. Тоже я согласен. Получается здесь непонимание, что реально принципиально, а что нереально. И вот это наше непонимание чего-то, незнание чего-то является нашим врагом и помощником, против нашего объединения. И 3 пункт у него написан: непонимание, какие разногласия не являются препятствием для объединения, а какие нет. Разногласия всегда были и будут. То же самое согласен, что у людей нету четкого понимания,
какие вопросы или какие моменты, они вот именно такие важные, в чем, например, нельзя сойтись, а какие-то, которые не такие важные, второстепенные, если не третьи, четырехстепенные. Согласен, вот коротко так 3 пункта брат написал. Муслим, Баркал, что озвучил. Есть... Да, Шамиль? Брахмавила, Ваенси, я хотел спросить, вот у нас по программе, и был вопрос, я его тоже озвучил, вот, инвентарий организаций, групп и так далее, вот, то есть сегодня не могут объединиться. Вот этот вопрос мы обсуждаем, мы заходим в конкретику или не заходим в конкретику. Потому что сейчас мы вот сколько уже, почти час-полтора, мы говорим об общих вещах и очень мало конкретики. Вот, ну, совсем мало. Все вот общее. Надо бояться Аллаха, надо быть честными, там, прощать друг другу. Это все общие вещи, да, это очень важно. Это надо. Но сегодня у нас 90% тех, кто активны в политической сфере, они все эти вещи знают. Они знают, у них есть основные понимания основ ислама, более-менее. Они знают, они уже прожили жизнь, они знают, какие у нас, например, моральные есть принципы. Они знают, они имеют взаимоотношения с разными людьми. Среди людей имеет какой-то вес, значимость. И именно они сегодня не могут объединиться. Вот в этом вопрос. И сначала мы определили цели, то, что вот у нас проблема с целями. Окей, вот мы определили с целями, теперь дальше. Что вот конкретно? Об этом мы говорим, входим мы на этот... Шамиль, если вы как спикеры считаете, что это нужно, и вы хотите это проговорить, чтобы наши слушатели это поняли, то для этого нету никакой проблемы. Сахатер, да, у меня вопрос, Шамилю. Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Что ты имеешь в виду под конкретикой? Допустим, про общее мы сказали, да, допустим, я говорил, что у нас есть разные взгляды на будущее, там, муслим говорил, прошлое, будущее нам мешает настоящему и так далее. То есть религия, там, личные обиды, личные амбиции. То есть это в общих чертах. А что ты имеешь в виду под конкретикой? Ты имеешь в виду конкретные имена людей, групп, их причины, их взаимопротивостояния или что-то другое? Я это так понимаю, если вот в нашей программе предварительной, которую мы вот подготавливали, там указано вот перечисление групп, организаций и в чем они, например, не согласны, в чем они спорят и как. Если этот пункт обсуждать, то нам придется говорить и имена, и названия групп, и так далее. И вот я задаю вопрос, мы идем туда или мы не идем в этот Шамиль, хотел бы уточнить именно вот этот момент про диаспоры и вот эти группы. Частично Муслим проговорил этот момент. Именно в этом цель не была, чтобы мы углубились именно в названиях вот этих групп, а цель именно была в том, чтобы определить, именно вот из-за таких групп, из-за таких-то этих, третьих, десятых, у нас вот эта проблема. А сама суть, если углубиться в эту проблему, если мы будем об этом говорить, то, конечно, у нас понадобится еще много времени. Суть была не в этом, в принципе, потому что это займет другой эфир у нас. А именно то, чтобы мы чисто для резюме, для себя поняли, вот для объединения вот это и вот это нам помогает, вот это и вот это для нас мешает. И как бы именно эфир, чтобы мы в эфире узнали, какие у нас именно проблемы и что мы с этим делаем. Это? Все, мне понятно. Главное, чтобы всем нам было это понятно. Дальше, значит, идем по нашей программе.
я считаю, что если говорить вообще о конкретике, о которой я сейчас сказал, да, перечисляя имена там, организаций, отдельных там, общественных деятелей, то либо должны об этом говорить люди, которые не состоят в этих организациях, не являются из ближайшего окружения вот этих вот отдельных людей, либо сюда нужно тогда будет пригласить опять-таки хотя бы по одному минимуму представителя того или иного человека, общественного деятеля, либо той или иной организации. И уже в присутствии их обсуждать с их участием. Потому что если, допустим, ты будешь это говорить, как человек, который является представителем конкретной группы людей, конкретного правительства, то любые твои слова будут восприниматься в штыки, даже если ты говоришь правильные вещи. Поэтому либо это могли бы говорить только я с муслимом и другие, которые не являются членами других групп, там, организаций и так далее. Либо, как я уже сказал, нужно всех пригласить и всем дать слово и собрать. А это уже тот формат, на который никто не соглашается. Обсуждать это и так далее. Сувейлер, баракаллах. Все, я понял. Согласен. Так, Синц, сейчас я одного брата включил. Брат, ты можешь говорить. У меня ты с именем записан, Ваша. Я твой ник не вижу, так что можешь говорить. Ванси в личку спроси у него, он хочет говорить или нет. Не, он просто руку поднял. Если он еще раз в руку личку поднимет, уточни, значит, может, он хочет. Да, может, нечаянно в личку хата. Дальше у нас вот тема, пока этот спикер, который хочет сказать, не подключился. Дальше тема касательно вот противостоящей стороны, враги. Вот понятие, кто враг, кто не враг, кто временный враг, кто постоянный враг, кто мнимый враг. Это тоже у нас проблема. Все И на видят что нам врагов. именно надо обращать внимание, Шамиль? Вот этот вопрос, как мы рассматриваем. Ислам, Вопрос муслим. непонятен, Шамиль. Так, давай лучше сформулирую тогда. Ислам, пусть Шамиль вот эти вопросы сам отвечает, чтобы мы с тобой поняли, да, что он имеет в виду. Шамиль, ты эти два вопроса так формулируешь, ты заодно сам начни на них отвечать. По ходу твоего ответа мы поймем, о чем идет речь. Проблема в том, что эти вопросы до того обобщенные, что действительно непонятно, вот как конкретно на что-то. Вот у нас вот то, что ислам сказал, что мы по факту не можем в эту конкретику заходить, потому что если мы ее зайдем, то вот эти все вот препятствия у нас. И вот мы в этой обобщенном формате стараемся вот эти острые углы обойти, и вокруг да около ходим, и уже доходит до того, что мы не понимаем даже, о чем мы говорим. Вот враги, кто наши враги и кто их помощники. И кто мешает объединению? Мешает нашему объединению. Да. Вот так может... Опять же, это остается общим. Конечно, можно сразу просто сказать то, что для всех очевидно, понятно, да, что Россия наш враг, и все, кто приспешник этой России, это тоже наш враг, они помощники друг другу. Но это так, как бы, для всех очевидно и понятно, да. Можно назвать еще какие-то внешние страны, для которых, может, мы враги, да, которые против нас. То есть это тоже понятие такое растяжимое. Но я, как обычно, скажу, что мы в первую очередь сами себе враги.
Мы сами себе мешаем. Человек сам себе враг в первую очередь. Поэтому я бы сказал, что меня, например, я много раз уже в этих эфирах это проговаривал, это как бы тоже известно, когда я говорю, что меня не беспокоит, или, точнее сказать, не удивляет, что враг враждует против нас. Открытыми методами, скрытыми методами. Это неудивительно. Это как бы враг, он так и должен поступать. Удивляет, когда мы сами себе враги, мы сами себе вредим. Это может быть происходить неосознанно, а может быть и осознанно. То есть вот эта вот внутренняя междоусобица, получается, мы сами себе тоже враги в первую очередь. И я больше к этому склоняюсь, что основной вред мы сами себе наносим. Осознанно или неосознанно. Вот так вот. Ну да, как здесь говорят, без конкретики, потому что с конкретикой, во-первых, это будет и субъективным, всегда можно сказать, что это мнение субъективно. Как ислам говорил, если здесь обсуждать какую-то конкретику, там именно брать каких-то конкретных, какие-то конкретные группы, да, организации или лидеры этих организаций, то как минимум должны присутствовать эти люди, которые смогут сразу оппонировать, даже, например, будучи мы нейтральными, да, с исламом, например, да, мы что-то скажем, это будет субъективно. И получается присутствие другой стороны, которая может сразу привести свой контрдовод или аргумент, тогда было бы более объективно, скажем, да. А так это превратится в субъективное мнение, и, мне кажется, не будет хорошим. Наоборот, будет вот именно в русле того, что мы сами рубим сук, на котором сидим, то есть сами враги самим себе. Вот так вот. Ну, тогда вот следующий у нас был пункт касательно вот этого уже вопроса атеизма, который у нас появился, да, вот этот. Это уже конкретика, как бы, я думаю. Ну, здесь нам придется говорить конкретно об этом вопросе. То, что сегодня у нас появилось. Шамиль, я вот на него бы ответил бы, и как ислам сказал, я согласен с исламом, что это не сегодня появилось. Я имею в виду, это просто радикальная форма, такая экстремистская радикальная форма, да, где нападки, оскорбления, желание задеть как-то, унизить, спровоцировать. То есть это такая форма. Поэтому я вообще вот про них как-то конкретно говорить не хочу, но я хочу сказать о явлении как таковом, которое всегда было, как ислам говорит, оно было, оно есть. Оно было внутри чеченского общества. То есть у нас обычно историю знают такую хорошую, белую, светлую, идеальную, да, или положительную, а негативную мы не знаем, потому что негативное обычно люди не хотят помнить, не хотят ворошить. И обычно есть высказывание, да, скелеты в шкафу прячут. То есть негативное прячется, не выносится. И тогда создается такое впечатление, что вот мы такие светлые, белые. У нас все всегда хорошо и отлично или идеально. А такого не было, нету ни в нашей истории, ни в общей истории. И если вы мне дали бы, я чуть-чуть бы вот так развернуто, как исторический экскурс сделал бы, показал бы, что то, что у нас происходит, оно и не ново внутри народа, если скажем, и вообще это не ново для общего человечества. Можно мне чуть-чуть такой исторический? Воинсила позволяет время? Да, можно. Ставить. Давай там, муслим, бисмилlah. Здесь я сейчас хочу вот в общем поговорить сначала не о исламофобии, а вообще о секуляризме, да, как явлении, откуда оно исходит, какой путь. Это вообще такая большая тема, которую я считаю в любом случае, как какие-то люди, которые занимаются активным политическим, каким-то информационным
направлениям они должны знать, чтобы понимать, с чем имеют дело. Ну и, конечно, политики это должны знать, потому что это все будет упираться в государственное устройство. То есть вот понимание секуляризма, скажем, да, начнем вот как секуляризм, что это как явление, это когда вот разделяется, что вот это есть религия, религия становится делом личным, а здесь есть как государство, как власть, это как бы отдельно, и они не взаимосвязаны. Вот это вот разделение. Откуда оно началось? Началось-то оно, можно сказать, еще в Древней Греции, как явление. Это вот греческие философы, которые, ну и у Аристотеля это говорится, когда вот это было языческое общество, да, вот среди греков появлялись философы, которые начинали говорить, что вот есть там первопричина, как Бог, которое все это создало, ну, оно не участвует в этом. Вот эти, которые у нас обычно говорят, там Ибн Син, как бы философ, другой какой-то этот из Азии, который Фараби, что ли, вот они как раз тоже по этой теме известны стали, популярны, вот этой аристотельской логики или его понимания, толкования мира, где они тоже из того, что я понял, как бы соглашались с вот такой постановкой вопроса, да, что мир не возник сам по себе, что у мира есть Создатель, Бог, да, но он как бы не принимает участия, вот он просто создал этот мир и отстранился. И все, никакое руководство, ничего не дал. То есть это в Древней Греции присутствует. И вот эта секуляризация, она происходила в ранние времена еще с иудеями, да, когда умма Мусы, она была как верующей уммой, на них эта греческая философия оказала влияние, она их и разделяла на разные секты и сильно эллинизировалась. И, например, Саддукеи, которая была секта, она вот, получается, сильно попала под влияние того же самого вот этого эллинизма, обычно говорят. Но это вот надо понимать вот этого греческого мировоззрения. То есть здесь важно, что это корни, а обычно как бы считается, что это сформировалось к 17 веку, 16 веке, 17 веке, как деизм, который имеет свое это название. И это понимается именно так, что да, Бог есть, Бог или какая-то высшая сила этот мир создала, но она никакого руководства не оставила, никого к этому миру не послала. Эта сила, да, или Бог, кто этот создатель, он как-то отстранился. И вот здесь самое главное, и сегодняшние вот эти новоявленные, которые обычно возмущаются, когда их называют безбожниками или язычниками, они говорят, нет, мы верующие, они верят вот в что-то такое. То есть это выдуманное, которое сформировалось к 17 веку, а само истоки там в Древней Греции имеет, или в Аристотеле имеет, например, в частности, там есть и другие греческие философы, которые это формулируют. И получается, нам предлагается, и западный христианский мир, его проблема в том, что он с этим согласился. И сегодня это навязывается и западным христианским миром, или, можно сказать, это навязано уже всему миру. И вот есть такой продукт среди чеченцев, есть вот эти радикалы, да, как экстремисты, у которых это вот в такой форме выражается. А есть и такие обычные, скажем, чеченцы, да, которые тоже придерживаются этого мнения, что типа религия это отдельно, а государство это отдельно. И вот это начало происходит, можно сказать, оттуда. И эта проблема была и у иудеев. Они подвергались этому влиянию, они из-за этого враждовали между собой. То есть вот этот вопрос такфира, они точно так же такфирили друг друга, обвиняя в предательстве, в измене религии. Почему? Потому что вот эти греческие философы, делали ли они это по незнанию, делали ли они это своим высокомерием, потому что греки
как бы людей, да, цивилизованных, скажем, таким современным языком, считали только самих себя, а всех остальных считали варварами. То есть, можно сказать, как второсортными людьми, да, и не считались тем, что есть у других народов. То есть, когда Аристотель или другой какой-то греческий философ размышлял и предполагал, что да, есть высшая сила, там есть создатель, который создал, но он никакого пророка или никакой инструкции для этого мира не послал. В это время уже получается за 1000 лет до этого, я имею в виду пророка Моисея, Мусы, алейхиссалям, он уже послан и с посланием, и с руководством, и с государственным устройством. То есть это не только же проповедь была, а были ниспосланы и законы, как завет. То есть что можно, что нельзя. И за что будут наказывать. То есть это уже как власть, как насилие, как государственный аппарат. То есть у людей верующих были и пророки, и посланники, и были писания задолго до вот этого вот греческого как бы мировоззрения. Получается, или это их невежество, что они не знали, что Бог послал посланников и послал руководство, или как высокомерие, которые просто не считались тем, что есть у других, и считали это за варварство. И в итоге, да, иудеи, как мы знаем, они проигрывают, они деградируют, попадают под влияние сначала язычников, там, как ассирийцев, да, вавилян, и потом и греков попадают. То есть Александр Македонский, он и завоевывал Мусы, скажем, да, завоевывал евреев. И после завоевания там происходила, сегодняшним языком, если сказать, либерализация, демократизация, цивилизация. То есть оказывалось и культурное влияние, и административное влияние. И иудеи этому подвергались, и делились, и враждовали. То есть эти корни оттуда начинаются. Потом появляется как христианство, проявляется Иисус, Иса, алейхиссалям. И происходит вторая проблема, я вот так вот постепенно расскажу, сейчас приду к 19 веку, вот просто чтобы люди уловили, откуда растут корни этого всего. И мы знаем, что христианство ушло в заблуждение со своей теологией, когда оно начало утверждать, что Бог спустился на землю в виде человека, то есть Бога очеловечили, можно сказать. Его на землю опустили. Это очень важно. То есть Бог стал как человек, он ходит среди людей. Его приземлили на землю, это сделала христианская теология. И, как мы знаем, Павел отказался от завета, да, то есть соблюдения заповедей, которых, по-моему, 600 с чем-то было. То есть это все было отброшено, и в том числе были отброшены законы. А законы – это уже как государственное устройство, как управление обществом, не только проповедование, но и управление как государство, которое именно как насильственный силовой аппарат что-то разрешает, что-то запрещает и что-то наказывает и казнит. И получается, христианство от этого отказалось в лице Павла и переняло римское право. То есть продукт, который, ну, можно сказать, и Римом создавался, ну и имеет точно так же косвенное или в истоках влияние и греческой, Древней Греции, да. То есть это было принято христианством, когда римское право становится законодательством, от своего как бы отказываются и принимают вот этот языческий продукт. Это вот первый раз, да, можно сказать, такая секуляризация происходит. Это в христианском мире происходит. Когда христианская теология отдает власть там Богу Богово, там Кесарю Кесарева, да, разделение делают. Хотя в основе своей нету этого изначально. То есть это такой первый продукт. Римская империя, потом, как мы знаем, под ударами германских племен, которых варварами называют, по той же самой логике, как это делали и греки, которые всех негреков, которые
не придерживаются их культуры, их ценностей, их мировоззрения, называли варварами, дегуманизировали, расчеловечивали. Вот это очень тоже важно, откуда эти корни идут. Тоже тем же самым занималась и Римская империя, поэтому для римлян это варвары, которые пришли и разрушили этот Рим. Ты спроси у варваров, они себя не считают варварами. Они были, как мы знаем, германские племена были арианами, да? Это такая как бы секта в христианстве, скажем. Получается, в какой-то мере другие христиане пришли и уничтожили эту Римскую империю. И получается, вот это как власть, именно светская власть, она как бы приходит в упадок. Поэтому укрепляется немножко власть христианская, как папство, как, ну, как бы религиозного. Ну, еще у них в V-VI веке они начинают создавать это каноническое право, то есть снова придумывают, как наказывать, как плоть наказывать. Получается, сначала отказались от одного, а потом своим умственным как бы продуктом начинают создавать. Вот то же самое. Как мы знаем, это в Средневековье тоже приходит в упадок, деградирует, происходит с этим папством, с этим христианской этой элитой много негативного, как бы то, что разочаровывает, разлагает. И так постепенно, где-то к 12-13 векам, можно сказать, такое разочарование уже есть в определенной элите. И это время считается вот начало снова как воскрешение, воссоздание античности, когда возвращаются к трудам Древней Греции, и они получили это через мусульман, да, как мы знаем, вот эти все труды этих греческих философов, в оригинале они не сохранились. Это вот то, что арабы перевели, то, что мусульмане перевели, именно через мусульман, это аристотельская, платоновская и остальных продукция, она возвращается в христианский мир обратно, они начинают к этому апеллировать, это изучать, и это снова начинает оказывать. Фома Аквинский называется такой важный человек, христианский как бы лидер, и как и философ, да, который как-то пытался это тоже примирить, вот эту аристотельскую логику. И такая секуляризация, можно сказать, происходит. Но они не отказываются от Бога, они просто Бога начинают более так приземлять, очеловечивать его. Изначально, потому что в христианстве это было. И вот это вот еще не сильно так распространенное явление, это просто в теологии начинает проникать обратно. А уже конкретно к XVI веку вот это явление появления печатного станка, Мартин Лютер, который начинает бороться против вот этой католической церкви, ну, против Ватикана, да, против Папы. Почему? Потому что религия к этому моменту, она как эксплуататор, то есть простые людей эксплуатирует, появилось понимание вот этой индульгенции, когда богатые себе могут рай покупать в земле. То есть религия стала вообще дискредитированной в христианском мире. Здесь вот надо обратить внимание, это дискредитация религии теми, кто тогда во главе этой религии стоит. И как мы знаем, Мартин Лютер начинает именно против этого активно бороться. Но он не первый. До него как бы и Ян Гус был, тоже известное как бы движение было, в Чехии было. Можно сказать, в 15 веке в Чехии возникло христианское религиозное государство. Да? Недолго продолжалось, разрушили его в итоге. То есть Мартин Лютер не был первым, но он получил известность, потому что в его время был печатный станок, его воззрения, они распространялись. Ну вот Джон Кальвин и остальные, которые стали известны как протестанты, то есть борьба за очищение от вот этого всего, борьба против того, во что превратилось это христианство к этому моменту, оно как бы вызывает конфликты, столкновения.
и в Германии в 20-е годы. Это как крестьянское движение в 16 веке, я имею в виду. Потом это переходит в масштабы, но это в основном пока происходит внутри этой Римской империи, германской нации, так назовем, да. В конце 16 века, или в середине, точнее, 16 века, именно в ней уже такое противостояние, вражда. И, по-моему, 1555 год, это вот Аугсбургский как договор считается внутри Римской этой империи, германской нации, где приходят к тому, что где вот князья, да, тогда нету такой Германии, как мы ее сегодня видим, это вот много княжеств, как бы мини-государств, да, протогосударств, как бы, их много очень. И получается, вот где князья, руководители, они являются протестантами, все, значит, там протестантская как бы религия, она является как государственной, то есть приходят к такому соглашению. И это типа с другой стороны, как терпимость тоже появляется в католицизме, да, что вот католикам или Ватикану, или этой германской Римской империи приходится смириться с тем, что все будет другое видение толкования религии, как протестантизм. Но это дальше, как и идеология, да, распространяется, она охватывает, можно сказать, всю Европу, потом происходят эти столкновения и во Франции, как мы знаем, ну, по всей Европе это приводит, в конце концов, к тому, что вот к 17 веку, 1618 по 1648 год, это вот известная 30-летняя война, когда вот конкретно протестанты и католики друг друга резали. Вот в течение 30 лет шла война в Европе, просто вырезали друг друга. Вот именно за толкование, кто прав, кто не прав. И вот эта вот война, она оказала влияние на тех, как бы, вот этих европейских философов, да, основоположников, которые закладывали вот эту секуляризацию, да, которая в итоге там к атеизму будет приводить. Но они в то время не говорили, что все, надо от Бога отказаться. Их как бы вот шокировала вот эта вот резня в течение 30 лет. И они начали писать работы, труды, философствовать и говорить о том, что надо быть толерантным, надо как бы быть более мягким, там, гуманным, руководствоваться разумом, а не религиозными какими-то текстами, потому что они приводят к такому кровопролитию. То есть это вот такой продукт. Вот оттуда снова вот это вот деизм, то, что известно, оно начинает возникать, что да, Бог есть, но он как бы ничего не послал, никаких этих писаний не было. А вот этот догматизм, это человеческий продукт, который приводит к конфронтации, вот это человеческое общество из-за этого страдает, поэтому надо это как-то разделить, надо это как-то привести в порядок. То есть вот с таких слов это все начинается, да, с хорошего, скажем. То есть они не хотели прекратить вот это противостояние, вот эту вражду, вот эти конфликты. И это начало, это я для чего говорю, вот, которые сегодня не знают, они вот просто сами начинают что-то постигать, понимать, и им кажется, что-то они чего-то поняли, чего эти мусульмане, мракобесы не понимают. Они ничего нового не поняли. То, чем они занимаются, это то, чем занимались 300-400 лет назад в Европе. И оттуда это начинается секуляризм, который начинают сначала аккуратно Бога отделять от государства. Как мы знаем, в христианстве Бог был очеловеченен, и постепенно к XVIII веку уже конкретно Бога как бы полностью отстраняют. А к XIX веку с этой французской революцией, это вот можно сказать, секуляризм победил, да? Если в 16-17 веках говорили о гуманизме, о религиозном мракобесии, о догматизме, которое как бы проливает кровь, как бы убивает,
не дает прийти к какому-то порядку. Это все философствование. Это было и ранее в этом христианском мире, они друг друга без проблем резали. И по религиозным, известны эти, как так называемые, крестовые походы против самих христиан. Вырезались христиане в этой Европе и крестовыми походами. Ну вот этот 17 век, почему он так тогда выделяется? Потому что вот эта греческая философия, она оказывала влияние. Вот это, получается, послужило тем, что вот эти европейские философы начали говорить красивые слова, бороться, да, как сегодняшние последователи из нашего народа хотят бороться с этим мракобесием религиозным, фанатизмом, радикализмом и так далее. И вот они так доборолись, что Бог был вообще как бы опущен с небес на землю, а человек, наоборот, был туда поднят. То есть человеческий разум, вот деизм, который говорит, вот Бог отстранился, а человек своим разумом должен это все управлять, делать, и его разум по умолчанию понимает, что плохо, что хорошо. То есть человек был обоготворен, его возвели на место Бога, а Бога скинули оттуда. Потом, как Ницше, по-моему, в 19 веке скажет, мы Бога убили. Вот так вот это происходит, когда человек возносится. И сегодня мы тоже видим, что вот человеческий разум, вот эти, так я извиняюсь, у меня эмоции, меня так это вот раздражает, когда вот эти новоявленные говорят о том, чего они не знают, и создают образ таких интеллектуалов. Ну, или что-то не договаривают. О чем идет речь? То есть люди, которые философы, все эти европейские, они становятся пророками, получается. То есть мы теперь должны верить этим философам, ихним утверждениям, ихним умозаключениям. То есть надо отбросить Моисея, Иисуса, Мухаммада, да будет доволен ими Аллах. А взять то, что говорил там Вольтер, Руссо, там Ницше, Гегель, сколько этих имен. А вот то, что они говорили, мы должны этому верить. Это должно стать для нас определением, что такое хорошо, что такое плохо. Это вот оттуда растут. И вообще поражает, когда люди начинают говорить про арабизацию или про что-то арабское, но при этом сами полностью продукт вот этих европейских философов. Они их цитируют, они ими восхищаются, они пытаются пропагандировать и навязывать ихнюю философию. И при этом еще говорить о каком-то истинном чеченском таком понимании чего-либо. Но я это имею в виду и вообще чеченцев, которые считают себя такими светскими, да, секуляристскими, и которые именно цитируют этих философов. То же самое к ним вопрос. Почему другие чеченцы должны поступать так, как вы? Почему эти философы должны стать для нас пророками, которых мы должны слушать или принимать за истину, за высшее, как бы, интеллектуальное, то, что они сказали, говорили. Вот это вот поражает. Это вот все оттуда идет. И к чему приводит вот это вот философствование, вот это вот, типа, про гуманизм они начинали говорить, да, 17-18 века. Хорошо, ну вот, это вот является точкой отправления французская революция, да, вот секуляризм победил во Франции. И что делали во Франции? Не лились кровь, наоборот, кровь начала литься, тысячами уничтожались. А где здесь гуманизация? Где здесь вот разум, что разум, вот он, надо отделить его от религии, и он все там создаст, все будет правильно и хорошо. А почему не произошло? Почему человек оказался зверем? Вот это поражает. Муслим. Да, я сейчас закончу, я быстро пройду. И дальше то, что мы видим, как бы вот гуманизация такая, типа европейская, и они друг друга режут, друг друга убивают. То есть войны не прекратились, да, вот религия вроде бы ушла на второй, третий план, Бога они скинули. Они прекратили друг друга резать? Нет, не прекратили. Войны же продолжались, как мы знаем. Они без проблем друг друга резали и убивали.
Но никто почему-то не начинал говорить, что вот эта секуляризация, вот этот человек, что оно само оказывается проблемным, что проблема не в религии, а проблема в человеке, в человеческой сущности. И к чему я это подвожу? И если даже они в итоге о чем-то договорились, о каких-то правах человека, о каких-то общих смыслах, это произошло только внутри Европы, только для европейцев. Снова, как мы говорили, исток – это как Древняя Греция, где есть граждане, это первый сорт, и есть неграждане, и есть варвары, которых ты должен эксплуатировать, они у тебя могут быть рабами, они второсортные. Вот то же самое, что сделали европейцы, которые говорили о гуманизации, о разуме, о борьбе против вот этого всего там противного, да? Они, колонизируя, начали захватывать весь остальной мир. И Ближний Восток, и Азию, как мы знаем, да? И как они поступали в отношении этих народов. Была ли там гуманность какая-то? Была ли там какая-то человечность? Был ли там какой-то разум? Нет, там был расизм, шовинизм, сегрегация. Вот продукт тот же самый этого секуляризма, этого светского. А в чем это заканчивается? Да? Первая мировая война, Вторая мировая война. Что творили коммунисты, что творили фашисты? Это все прямой продукт вот этого европейского просвещения. Прямой продукт. Вот эти греческие философы, они на все это оказывали влияние. Ну это как бы игнорируется, да? Это не является тем, что надо от этого отказаться. Я имею в виду, что секуляризм это оказывается зло, человек оказывается зло. Ну да, то, что человек оказывается зло, после Второй мировой войны пришли к пониманию, да? Что там немцы, фашисты творили, там Холокост, ужас, что творили там. И вот псевдо создается мировой порядок, где уже человек ограничен должен быть, что оказывается человеческий разум, он опасен, он вырвался, начал создавать технологии, которые начали еще больше убивать, чем там убивали, когда на мечах резались. А тут миллионами начали убивать, и вплоть до атомной бомбы дошли, да? До ядерного оружия дошли. И вот к чему человеческий разум привел. Поэтому, когда я сейчас очень поверхностно, так очень в общем это говорю, это просто попытка донести мысль, что это все, что уже пережили европейцы, да, Запад, нам предлагают чеченцам внутри себя это пережить. Вот только вот это нас то же самое ждет. Мы что, думаем, мы особенные? Мы каким-то другим путем пойдем? Не пойдем. Почему не пойдем? Потому что эти люди, они руководствуются этим деизмом, так называемым, этим безбожием, этим язычеством, этими европейскими философами. А что они создали, что они породили? Коммунизм, фашизм, капитализм, социализм, это все ихний продукт. Вот это все должно обрушиться на чеченцев. Или на кавказцев. Поэтому это вообще это недопустимо, и этого не будет. И тот, кто пытается что-то такое сделать, он должен восприниматься вот той историей, которую я рассказал. Чего это стоило европейцам. И во что европейцы сегодня превратились. Потому что когда мораль уничтожена, божественная мораль, и человек становится тот, кто определяет моралью, то эта мораль, она всегда субъективная. Нету никакой морали. Сегодня ее нету, и мы все это видим. Для всех очевидно. Нету никакого этого международного права. Мы видим, что в Газе, мы видим по всему миру, эта колонизация никуда не ушла. Это все просто на словах осталось. А люди угнетаются. Говоря о либерализме, о демократии, то же самое. Просто названия меняются, а есть элита и есть весь остальной мир, который должен быть на уровне как рабов, не граждан.
отсталых людей, которых надо цивилизировать. Они не такие, как мы. Они не сильно развитые. Они варвары, которых надо нам воспитывать. У нас миссия их воспитать. Ничего не изменилось. Поэтому вот эта вот проблема, как крайних радикалов, я скажу, да, и вот проблема, которая есть вообще и в чеченском обществе, в кавказском обществе, когда вот это мусульмане, они этому поддались, когда они хотят вот как бы разделить религию и государство. И тогда вопрос, где будет эта мораль, кто будет определять эту мораль? Человек, ну как человек определяет, мы видели. Человеческая мораль возносит человека, превращается в национализм, в нацизм, в фашизм. Поэтому я вот у Тумсо тоже говорил, давайте, если кто-то есть, кто хочет вот так отстаивать, я могу тоже говорить, обсуждать. Если кто-то думает, что он может бросать камни в огород там религиозных людей, мы набросаем вагон и маленькую тележку в огород светских секуляристов, показывая, кто они, что они принесли этому миру. И если кто-то говорит о прогрессе, мы видим, что сначала Бог был очеловечен, потом Бог был с небес опущен, а человек поднят на небеса, а сейчас, оказывается, человек тоже дошло, что несовершенен, и сейчас создается искусственный интеллект, где будет передаваться управление больше уже технологии, а человек, он несовершенен. В итоге человек в животное обратно превращается. Круг замыкается. Муслим, вот это явление среди нашего общества при нынешнем раскладе, как реагировать на это явление? Стоит ли нам на это реагировать? И если да, как это противодействовать, если стоит реагировать? Ну, как я сказал, на этих как бы крайних радикалов, как исламофобов, которые обычно только как бы оскорблять, задевать, там, провоцировать, попытка тебя унизить. Ну, это бессмысленно. Очевидно, что с такими людьми агрессивными ты ни о чем говорить не можешь. Там, как говорится, надо разбираться другими методами. Поэтому это не тот уровень. А вот есть люди, у которых есть такое мировоззрение. Оно есть. Это очевидно, да. Я не буду имен называть. Которые вот хотят сказать, что да, нам надо разделить там ислам, как бы религия отдельно, государство отдельно. Это сделали христиане, потому что у них этого не было. Ни иудеи, ни иудаизму, ни мусульманам это делать не нужно было. Потому что были законы, которые управляют. У христиан не было. Они взяли римское право. Они разделили. Потому что у них этого не было. И то, что у них было, их не удовлетворило. Они решили сделать сами. Что они сами сделали своими мозгами. Сначала с самими собой, а потом с другими народами, которых колонизировали. Это как бы более-менее, кто знает историю, он понимает, к чему это все привело. И меня, знаете, что поражает? Вот когда в шариат говорят, вот здесь Албаков Шамиль, да, как я знаю, он, если что, меня исправит. Вот в шариате есть хад наказания. Это вот то, что Аллах определил. То, что вообще не обсуждается. Вот как Аллах сказал, так и будет. Это всего лишь 6, по-моему, да, Шамиль, это хад наказаний, как уголовных преступлений, за которые Аллах определил уже, что будет происходить. Ну, возьмем первое. Воровство. На определенную сумму с определенного места, если человек своровал, ему нужно отрубить кисть. И это варварство. Любой человек, у которого есть заработок, труд, он заработал, у него есть семья, дети, которых он пытается прокормить, там, мать, родители. Я просто говорю
человека, который честным трудом заработал капитал. И вот у него деньги воруют безнаказанно. Мы видим, это происходит, да? Это угроза сохранения имущества, частного имущества. То есть шариат пытается защитить частное имущество таким строгим наказанием. И когда не у тебя своровали деньги или имущество, которым ты кормишь своих детей, тебе может это казаться ужасно, но если это своровали у тебя, и твои дети будут голодными, твои родители, мать будут голодными, или там на лечение, то, что ты отложил деньги, тебя это очень разозлит. Для тебя будет вот как вот эти деньги или это имущество мне было так важно. То есть совсем по-другому будет человека, если переносить, а вот это с тобой, если происходит. Или с какими-то людьми, у которых вот такое трудное состояние, например. Это вот первое наказание, да. Второе наказание за клевету определено. То есть 80 ударов, да. Вот кто-то кого-то оклеветал, опорочил, и за это человек должен быть наказан. Вот второе, то, что Аллах определил, то, что вообще не обсуждается. Любой здесь, который находится, я вот пример приведу. Если про чью-то мать, жену, сестру, в первую очередь женский род, да, когда сочиняют грязные какие-то истории и говорят, как это нас задевает. То же самое и мужчин касается, то же самое с женской стороны. Женщине будет неприемлемо, чтобы оклеветали ее сына, ее мужа, ее отца, ее брата. И получается, вот Аллах определил как защиту вот этой чести мужчин и женщин, что за клевету должно быть вот такое физическое наказание. И человек, который этим занимался, он не пользуется доверием больше в этом обществе. Это же в интересах нас. То есть это защищает нас, чтобы не было клеветы. Все, это второе, да. Третье, говорим, как прелюбодеяние, скажем, как разврат. То же самое надо вот так смотреть. Кто-то хотел бы, чтобы кто-то с его женой, сестрой, матерью пытался какие-то шашни мутить. Или с его братом, мужем, сыном, отцом. Надо вот лично на себя это принимать. В отношении вот моих, например, родственников. Хотел бы я, чтобы что-то такое было. Это вот защищается. Вот таким строгим наказанием защищается то же самое. Семья защищается, брак защищается, люди защищаются. Это вот третье, да. Идем четвертое. Разбой. Те, кто занимаются бандитизмом, грабят людей, да. Руки, ноги накрест отрубаются. Если они во время разбоя человека убили, они могут быть убиты, или они могут быть изгнаны, или в тюрьму заключены. Опять безопасность человека защищается, его имущество. То есть бизнесмены могут быть уверены, что они будут заниматься бизнесом, перевозкой своих товаров, и никто не посмеет их ограбить, на них посягнуть. То есть это получается, это экономически выгодно, когда люди могут инвестировать, понимая, что здесь их имущество, их деятельность бизнесменов, она защищена вот таким законом жестким. Это тоже для благополучия общества нужно, получается. Следующее идем. Что я сейчас проговорю? Защита как разума, да, пьешь спиртное, наказывайся. То есть наркотики, спиртное, все, что опьяняет, разрушает человеческое мышление, да, все за это, там даже нету смерти, это просто вот как наказание, да. Это то, что Аллах определил, что это должно быть наказано столькими ударами. То же самое для защиты самого человека и общества, в котором он живет. Что делают пьяные люди, что делают наркоманы, всем очевидно. То есть этот закон тоже для защиты общества. Ради людей это все делается, чтобы общество было в благополучии. Следующая защита религии. Если человек меняет религию, ислам отказывается от него, его предупреждают, с ним говорят. Но если нет, он от этого отказывается, его казнят. Для чего? Чтобы не распространялась вот эта вот секуляризация или светскость, то, что
приводит, вот я же сказал, возьми историю иудаизма, возьми историю христианства, возьми историю секуляризма, к чему это все в итоге привело. Тогда получается, человек, когда отказывается от этого, он переходит к этому, дестабилизирующему. И да, вот за это тоже смерть. Это защита религии считается. То же самое, защита общества, благополучие этого общества. И шестое, это вот вооруженные какие-то бунты, которые пытаются делать там революции или посягают на государственный строй, их тоже можно казнить. Которые единство нарушают, хотят разрушить единство, гармонию в обществе, они тоже как бы заслуживают вот такого наказания жесткого. Все. Вот практически эти 6 я, по-моему, перечислил. Вот это 6 уголовных как бы кодексов или уголовных каких-то вещей, которые вот должны осуществляться. А все остальные, которые законы, как тазир, то, что во всем мире общеприняты, они связаны вот с сохранением вот этих принципов общества для благополучия. То есть вокруг этого все крутится уже. И все, это ничего больше. Нету там какого-то ужасного чего-то. Но это сделано ужасным. А то, что европейцы казнили, рубили голову, в Америке до сих пор смертельные казни есть. Никаких проблем. И еще хотят возродить эти смертельные. Электрический стул. Электрический стул есть. Там 1000 людей полицейские убивают. Как бы это же тоже закон, что они применяют оружие. И там каждый год я вот статистику, когда смотрю, 1000 людей просто убиваются полицейскими. Это же тоже как казнь получается. Это же закон, который разрешает убивать. То есть убиваются люди. Почему-то это не считается ужасным, нечеловечным, бесчеловечным. Вот об этом речь. Когда то, что твое, это правильно, это логос. А все, что не твое, это варварство. Все, что ты делаешь, правильно. Все, что делает другой, не тот, который как ты, который не придерживается твоей ценности, твоего мировоззрения, а все, что он делает, это плохо. Ну, вот это простые вещи, да, есть картинка там, наши разведчики, молодцы, разведчики, а у врага шпионы, подлецы, которые подло, скрыто что-то делают. Да, известная картинка есть, да, когда вроде бы одно и то же, но свое оправдывается, а со стороны врага дегуманизируется, расчеловечивается и очерняется. Это вот такой подход. Он навязан, и кто-то просто его проглотил и готов проглатывать. Вот и все. А все остальное исходит из этого. Защитить имущество, жизни, здоровье, благополучие. Все остальное вот именно вокруг этого только и крутится. Все. Нет там больше ничего. Ну, ты, думаю, немного неправильно выразился. Идук шар алра. Нет, шариат, он намного шире. В том-то и дело, что... Да, но я сейчас имею в виду, вот, когда у людей вот этот это образ бывает, вот наказание, страшно, это шам, это туюкахам, не только же уголовный кодекс, там семейные отношения какие-то внутри общества, там это охват, это целая как бы как система. Но я сейчас говорю о том, вот, то, что пытаются сделать ужасным. Как бы вот это там руки, ноги будут рубить. Вот за что руки, ноги рубят, я проговорил. Если человек не будет совершать преступления, никому не будут этих рук, ног рубить. А потом возникает вопрос, насколько грамотные люди. Ну, это же проблема общечеловеческая, коррупция, да? Коррупция в органах, коррупция в судах или профессионализм в суде. Это же человеческое, это не связано с религией, это связано с людьми. Как люди понимают, толкуют, управляют. Ты назовись там демократом или шариатским, если ты сам как человек гнилой, ты будешь поступать одинаково. То есть это от человека зависит. Но когда пытаются человека перенести на религию, это вот то, чем когда-то занимались европейцы, которые решили, что проблема в религии, религию уничтожили, Бога уничтожили,
потом оказывается, что человек сам, оказывается, зло. До ядерного оружия дошло, применяя его. Муслим, немножко мы отошли от нашей темы. Все. Второй блок по вопросам разделения и консолидации. Мне кажется, мы определились, в чем именно, почему внутри чеченцев нет единой цели, разные группы, организации, кто за что борется. Вот это явление, как атеизм, мы проговорили. Как реагировать на это явление? Мы пришли к тому, что, если я правильно понял, что мы на это не должны реагировать, правильно? Ну, на вот этих, которые как исламофобы, на них точно не должны. Это просто Все. ты им делаешь популярность, ты им делаешь просмотры, и ты их, получается, считаешь за равных. А они этого не заслуживают. Потому что они себя ведут, ну, как они себя ведут, это для всех понятно. Я уже сказал, если бы они хотя бы грамотно занимались своей пропагандой, на все, что они способны, это какие-то придумывать ярлыки, шарикаты, будлаки и оскорбительные какие-то, уничижительные вещи. Ну, там очевидно же, что человек не собирается диалог, дискуссию вести. Он тебя расчеловечивает, дегуманизирует, делает тебя не таким человеком, как он. Ты варвар, а он гражданин. Он белый, ты черный. Это и есть европейские продукты этого расизма и так далее. Это вот все оттуда корни идут. Поэтому с такими людьми просто по-другому надо говорить и в других местах. Они этого не заслуживают. Я вот просто из-за того, что я не слушаю их, я не знаю, вот, когда, например, кто-то начинает говорить, и вот если бы мне говорили бы, что вот этот человек, который говорит, он из этой команды, все, я не буду с такими людьми говорить, они не заслуживают человеческого общения. Почему? Потому что у них нету этого человеческого общения. И вся их... Муслим от нас требуют некоторые вот категории, типа сердцебезие, короче, туда вот этот вот вариант, типа шунахьяти, цигвахайна, шунуля, шош ашметтига, уля, будешь как бы туда-сюда, что лишь сердце лобож, и ты об этом шопа не знаешь. Ну, это тоже, я понимаю, что это провокация, но вот об этом, как ты скажешь? Как я сказал, надо заслужить, чтобы с тобой говорили уважительно, как с человеком. И главное, надо еще, чтобы ты сам себя серьезно вел. Если изначально все, что ты говоришь, это ложь, лицемерие, подлость, там, попытка что-то скрыть, это бессмысленно. Это вообще, это ты просто как бы говоришь для того, чтобы дать этому человеку говорить то, что он хочет. Понимаешь? И там такие вещи, такие методы применяются. Вот просто на этот уровень нельзя опуститься. Понимаешь? Это знаешь как? Вот если бы я заходил бы в их каналы и начинал бы им говорить, что вы все котолбин, что вас нагуляли, докажите мне, что не так это было. Вот где ваша мать была, с кем она, докажи, покажи. Это же оскорбительно, это вообще вот как ты можешь так вопрос ставить, да? Это вот из такой серии. С тобой разговаривают, с тобой когда говорят вот так вот. И тот, кто говорит, что надо говорить с таким, я ему это скажу. Тебе будут говорить, что твоя мать гуляла, докажи, что она, например, не гуляла, и ты как бы будешь пытаться этому человеку что-то доказать, объяснить, там, мой отец женился, моя мать ни с кем не ходила, ночью не выходила, ты что, будешь вот так объяснять? Никто же не будет. Это такая методология. Я вот говорю, вот это идиотизм и есть, как бы, они выбрали такую методологию. Я не знаю, это такой низкий уровень или вообще вот поражает. Вот я много раз уже сказал, они грамотно даже свою пропаганду делать не умеют. И еще что поражает, это то, что тоже нужно проговорить. Это тоже идет из вот этого секуляризма, из ориентализма,
когда за тебя тебе говорят, кто ты, что ты и как ты. То есть тебе не дается право. Это вот ориентализм. Что делали европейцы с Востоком? Они говорили за Восток о Востоке. А то, что сам Восток говорит о себе, это как бы не это варварство, или это лицемерие, это отсталость, это отсутствие разума, отсутствие логики. Это вот так происходило. Вот я много раз говорил, Сайда Эдварда, почитайте книгу «Ориентализм». Он очень хорошо бестселлером считается. Это не мусульманин, это араб, протестант, христианин. Ну вот он хорошо об этом написал. И там много есть этих работ про вот это. Когда пытаются за тебя рассказать, кто ты есть. Это вот методология вот этого Запада, вот этого секуляризма. Я вообще это не потерплю. Обо мне или о моем мне никто не будет этого рассказывать. Муслим, баракалла, мне кажется, мы достаточно про это явление сказали и определили, что вообще никакого смысла нету про это говорить. Это был последний вопрос из категории разделения и консолидации. Второй блок у нас закрыт. У нас сейчас последний блок «Стратегия и будущее». Хотелось бы тоже этот блок полностью закончить. И после этого, если останутся какие-то открытые вопросы, и если хотите, если кто-то захочет еще дальше проговорить, то это будет не проблема. Вот этот блок мы завершаем. До того, как мы сейчас начнем вопрос, Зияуди Учуэл, Зияуди Вистхолитер Ворвей, и потом начнем третий блок. Войти там, давай немножко импровизируем. Вот этот третий блок, он явно там другая тема. Ну, она как бы, это уже стратегия и так далее. Может, мы его на следующий эфир оставим, а сейчас спокойно людям дадим вот то все, что мы уже обсудили, там прокомментировать, там немножко обдумать и уже завершим. Вот дух ехал эфир уже на Кадло. И третий блок на следующий раз. Витывай. Шамиль, в принципе, не проблема тоже на следующий раз оставить этот. Тоже, я считаю, один из важных вопросов, который входит в этот блок. Но так как у нас уже 12 час, мы можем не успеть все проговорить, потому что каждый хочет детально объяснить слушателю, донести, чтобы слушатель понял, о чем он говорит и что хочет донести. Цундер, в этом нету проблемы. Вот четвертый блок, вот третий блок мы тогда оставим. Если вы хотите дальше продолжить именно по тем вопросам, которые мы сейчас озвучиваем, то без проблем. Так, первый. Зияуди Вистхалит. У меня есть объявление такое короткое. Зияуди Вистхалчул Тяжт Вистхалусо. Зияуди Маршво. Все это. Ассаламу алейкум. Шамиль, Эрви Аллаонис, хочешь? Так, Зияуди, Эрви Алла. Тогда я хотел озвучить такое, ну, не по теме нашего эфира, просто важное. Попросили озвучить. Всем, ну, многие, наверное, видели, что у нас представитель Чеченской республики Ичкерия в Австрии, а также уполномоченный по правам человека Роза Дунаева, она очередной раз выступила в ОБСЕ. И она, значит, зачитала там доклад, и важно знать, значит, что она этот доклад зачитала и внесла в ОБСЕ именно от имени Чеченской республики Ичкерия. Вот именно так, не как просто какой-то там неправительственная организация, а именно как от правительства Чеченской республики Ичкерия за рубежом был принят этот доклад. И в этом докладе она, значит, подробно напомнила о вот этих пытках, о списках убитых, депортированных, отсюда с Европы туда депортированных, а потом впоследствии убитых.
И вот это принята была резолюция также вот по этому вопросу. Это была конференция как отчет, можно сказать, общий отчет за прошедший год. И вот в этот общий отчет ОБСЕ за прошедший год был внесен вот этот вот протокол, можно сказать, или резолюция по ситуации, значит, с нашими соотечественниками. И вот это важно было отметить. Очень полезная работа. Так, просьба к нашим соотечественникам, которые слушают, которые нас наблюдают за нами. Вот когда эти публикации появляются про ОБСЕ, про выступления и так далее, максимально делиться, поддерживать, распространять. И вот все это как бы это то, о чем мы сегодня говорим. Мы приходим уже такой более конкретный пример. Вот здесь, я думаю, никто не спорит, что вот эти вопросы надо доносить, надо о них говорить, надо их везде на всевозможных площадках, значит, предоставлять эти списки, эти примеры этих нарушений, как и со стороны европейских стран по отношению к нашим соотечественникам здесь в диаспоре, так и на родине, что творится, вот это отправки в Украину. Вот это все, я думаю, недостаточно просто это публиковать и об этом вот между собой, между нами говорить. Это надо доносить до более широкого и до более, значит, эффективного круга. Поэтому и кто-то доносит, тот-то публикует, тот-то пишет, тот-то... Все вот как звена одной цепи. Это все взаимосвязано, это все важно. Поэтому... дош яллак, ар яллак, митинги дагыктын, сонда алмола, мелхим хурбу, сонда да алмола, дел шидо кемати надио, сонда беркат ходок, сонда и дуэн главное дегдует, не результат твой караят, к сожалению. Амадио и бахан нилдер, и дагертер, и докц анхалар, бусоб наха дог лозер, из звентиаду. Шамиль, Баркал, что озвучил. Прежде чем мы продолжим нашу дискуссию, тут мне прежний брат прислал еще одно сообщение, довольно-таки длинное, но он очень попросил меня ее зачитать, если у вас будет 3-4 минуты меня выслушать, я прочитал бы вам. Тот же человек, который до этого мне прислал текст, он же мне пишет: «Ассаламу алейкум, брат, пожалуйста, зачитай это мое мнение. Я не написал бы этот, если Шамиль меня понял бы правильно и раньше». Оказывается, есть целых 5 причин, которые мешают людям сплачиваться и сохранять родные культурные традиции. Первая причина – личная незрелость. Многие считают, что достаточно хотеть объединения, но при этом не хотят прилагать реальных усилий. Вместо того, чтобы начинать перемены, они требуют, чтобы кто-то предоставил готовые решения, подобные детям, ожидающим угощения от взрослых. Вторая причина – отсутствие поддержки новых идей. Даже если кто-то проявляет инициативу и предпринимает активные действия, остальные часто относятся к нему негативно, критикуют и бросают обвинения, не давая шанса довести дело до конца. Третья причина – неясность цели. Людям трудно договориться о единой конечной цели. Чаще всего каждый преследует свои личные интересы, что мешает формированию настоящего коллектива. Когда возникают проблемы или успех, люди начинают конкурировать за ресурсы и влияние, забывая о главном, о совместной работе ради единого результата. И четвертая причина – недостаток настоящих лидеров, настоящие руководители, способные организовать и мотивировать людей
встречаться изредка. Большинство потенциальных лидеров боится риска и предпочитает избегать конфликтов, предпочитая остаться в тени. И последняя, пятая причина – потеря чувства правды и справедливости. Современное общество ориентировано на личную выгоду, а понятие чести и справедливых поступков потеряло свое значение. Человек больше интересует собственное благополучие, чем общие интересы, что ведет к отчуждению и разрыву отношений. Решение этой проблемы должно стать осознание каждым своей роли в обществе и необходимость научиться преодолевать препятствия. Ведущие передачи подчеркивали важность внутренних преобразований, преодоления страхов и сомнений, умение выслушивать других и находить компромиссы. Особое внимание уделялось созданию сообщества лидеров, способных вдохновлять и привлекать остальных к активной общественной жизни. Главным инструментом в достижении гармонии должна стать организация специальных мероприятий, направленных на духовное и моральное воспитание людей. Такие встречи способствуют обретению уверенности, освобождению от негативных установок и осознанию собственного предназначения в обществе. Таким образом, главными героями этой истории являются обычные люди, стремящиеся изменить свою жизнь и окружающий мир к лучшему, следуя путем наших предков и опираясь на древние традиции и знания человеческой природы. Вот я его озвучил. В принципе, это то, что муслим, Шамиль, ты, ислам, каждый своими словами озвучивает. Мы понимаем, что в большинстве из нас мы понимаем суть проблемы, мы понимаем, что нас разделяет, мы знаем, в принципе, мы знаем, что нас объединяет, но как муслим уже говорил, вот эти личные амбиции, они не дают нам выстроить вот эту единую одну линию. И сегодня именно вопрос касаемо нашей диаспоры именно заключается в том, чтобы есть разные мнения, мы уважаем каждого мнения, но линия, по которой мы идем, про ту независимость, которую мы говорим, вот эта линия у нас должна быть одна и единая. И на этой линии, даже если мы не согласны с какими-то моментами, мы должны преодолеть вот эту линию, чтобы в конце мы как-то имели какую-то опору, чтобы уже уже улучшить то, что требует улучшению. И насчет диаспоры коротко хотел бы сказать, насчет сплоченности диаспоры. В основе своей наш народ, он очень сплоченный народ. И это показали вот эти две войны. Даже на промежуток Второй войны, когда мы уже выехали, вот среди нас есть такие разговоры, которые мы сами ведем 25 лет или 30 лет или 40 лет. Почему мы ничего не делали? Мы должны понимать, что целый народ, не находясь даже у себя на родине, здесь, в Европе, в загранице, поддерживали до определенного времени наших бойцов. Собирали огромные суммы и высылали вот эти огромные суммы нашему сопротивлению, чтобы они вели свою борьбу. То есть это показывает, что сплоченность в нужном направлении, в нужной русле у нас есть, и что в нужный момент, именно в час X, в нужный момент, у нас все-таки
автоматически происходит вот эта консолидация. Но когда мы пытаемся до вот этого часа X определить вот эту консолидацию, с этим у нас бывают проблемы, дилеммы, амбиции. Но когда вот уже вот в твой двор пришла вот эта беда, у нас не остается ничего другого, чем объединиться. И в истории мы видим, там, где мы объединялись как один кулак, мы были сильны. А когда мы разделялись на разные организации, на разные группировки, на каждый на свое мнение, нас было всегда легко раздробить и разделить. Поэтому, мне кажется, вот это основная наша цель, вот эту линию нам надо определить. Для некоторых людей эта линия, она определенная, и люди как бы по своей натуре, по своему мировоззрению идут по этой линии. Но как бы не каждый это понимает. Сегодня я понимаю, завтра другой поймет. И все-таки мы придем к тому, что какие бы разногласия между нами не были, нам надо будет вот эту консолидацию проявить. Потому что если мы это не сделаем, у нас есть такая большая вероятность, что мы можем все, что мы копили все эти годы, что это может просто развеять ветром. Каждый из нашей диаспоры, каждый человек из нашей диаспоры, если даже он за эти 20 лет хоть один раз вышел на пикет или сказал хоть одно слово, это в копилку нашего народа, нашего государства. Это хронология. И наш народ, он не забывает такие вещи, даже если ты это один раз сделал. Сундера поддержка от всего народа по своим мирозаключениям, они делают пользу, мы в общем делаем пользу, но чтобы по одной линии идти, вот это нам надо разработать в Совели. Муслим. Хорошо сформулировал и как бы компактно резюмировал вот все эти факторы. Но я думаю, на сегодня мы хорошо все уже озвучили. Там Чапьяк Шамиль, напоследок я просто хотел бы напомнить и сказать, что мы, имея вот все эти проблемы, мы должны понимать, что эти все разногласия, это все, несмотря на это, мы должны понимать, что ويتغن تعخل ويتحنيق حلت ويتعيش دعت دوالخي ويقي غلخر ده شنو يجري цундера хор وإخوات каждый ногчи он ответственный за наше положение. И каждый, кто нас слушает, кто об этом говорит, кто об этом думает, цена массарна дуона дейл рейс хил ал урдархсун. Хокумант яха хар озвучивать да шокунгунт ха хум мелли лашвал сагуи и независимость и ешвал саг неважно в какой форме. Мы, народ, всегда стремились к независимости. Сундера отстяха вайшадиш цахал диештук. Амин. Да, Багдад. Муслим, ислам и все остальные, кто присутствовал в нашем эфире, хочу всех вас поблагодарить, что массарна Аллах рейсхуил, وإفيري عدونا تعنيس دلها ويجر تعالت دلها عدونا وين بيخ مبيل يخبو لعدونا ديك ده عوصر دوي ده المولع
Так, эфира вая YouTube чукук царел шушун. Для нас это важный эфир. И нам кажется, что именно такие моменты мы должны сегодня проговаривать. Мы время провели, обсуждая вот эти все вопросы. И сейчас уже настало, не то, что сейчас уже настало, давно уже настало время, что мы будем решать вот эти вопросы. Именно по вопросам будем уже проходить, чтобы это каждый раз не озвучивать. Хронологию и историю последних событий мы все знаем, у нас есть очевидцы, то есть здесь схалтурить или от себя что-то придумать, рассказать, это у никого не получится, потому что у нас есть история, у нас есть документация, хуман гунд дойона официально дойона вайбал бяждаться вайкам дуйша вайкам в основе вай в одиночку даже дойона вай белхш лилдо. В пример я всегда привожу дойона во время депортации Авторханов, как он дойона в ОБСЕ, в ООН, и шайл и международный институт шкдойона и кихач кюич вайн гундха долч холах гундха إيش دونات تنخ دونات تعبعنش لالوين إيش توي تغن هق آريان توي تعبعنش ليل دوي وي شيء قو في بانوات سحا وين دالا إتولم لربو أقاما сам народ он нас поддерживает в любом случае. Вот насчет других тем, Шамиль, здесь в интернет-пространстве обсуждается очень много тем, разные личности, очень много тут происходит. Хотелось бы тоже коротко об этом сказать. Все это комментировать, межусобицу между нами, межусобицу, вот это комментировать и в этом как-то участвовать. Мы, я лично и ВНС этим не занимается и никогда не занималась, и мы считаем, что это деструктив, и это против нашего государства, и во вред нам самим обсуждать эти моменты, выносить всякие нелепые моменты, которые происходят между нами, на публику. Мы полностью против этого. Поэтому, чтобы вы знали, мы нигде не участвуем, мы не будем в таких дискуссиях участвовать. Мы до этого не участвовали, и после, и впредь не будем участвовать в таких дискуссиях. Поэтому, если есть конкретно по факту что-то сказать, мы можем принять, сказать, но обобщать и выносить все из избы мы не намерены. Если мы говорили бы по фактам, и если бы мы не считали бы, что это вред принесет нашему народу, я бы лично проговорил бы кое-какие моменты, которые многие проговаривают, которые межусобицы, которые между нами происходят, вот эти фитны, вот эти разные наговоры. Но мы не считаем это полезным, и я против всего этого. هقشح دوعنا وغوشي برت بولش ويدعقويتي إذا دوعنا أجرا مستخجون سديزك دو وغوشي دوعن عتر شيعشناخ إذا مستخجون ديزك دوشون ويحق إعدونا ملخ خاترنا جواب دلا ويشولش دوشون جواب لوردولش دوشون وي زعيني عا دوشون وي دا مولع إيش همانت إعدون حق أومنا نا واستي دوي ويقدلوش ديك دوعنا دير دوي حق أومن وي نيسك ميالقوش وي كتدلوشنا وي الله وي تديلاندات سوندر كويرتنك دوعنا دال بوخك دديز وي اوغر حالك دون سولت اعدونا وي قومي دون لدو شوشي لدو شال ديش تقوي يغوت اقا مسارنا الله ريس قيلشون شو شادرش مارش عيل شو مسير بيوس دال ديق الليل نقعسن دوعنا وقشع بول وجري شيت احر دوعنا آل تعدوش دلاح ديسخال مقردوخشون يا عبير كتير مسلم يدخل يا صحيح شوي شمال والله
Sam itu huma dah so istħalu l-ċwaqla so kajtierdo. Berke hum dat was habalg bu is don dieter don zonder wij nou dat gewoon deel reis heel adik had dester wen duku hum dat laatste doe achaan je ladu wij ma aller don efir wij haar efir zapi sinashon wij de ona chule rushun qaan shin ladu lu uchna qaan ladu wij kanaal te akhir yukhshun har tak vu hatam algher shwari السلام عليكم بيشتي كل شوية إيش ويسا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مارشول بيجدك حيوي مصبوص الشيخ حيوي ديل رئيس خلشم دال شيدو ديل قاستنا مسلمي يا شملي يا لدوخش جوه ما عندوش عمل دائما وبيسان لدوخش جا ألور درسون ساشين ديك لدوخش خلصيخ سيخ دقا نسو مسلمي يا لدوخش ولو شملي لدوخش ولو أشم именно كويرت проблем شوية وكويرت لازم بوش حوش بيك ويسي دا لأتو بويل شو ما سيري دا لأتو بويل نيس با كيجي دول هم شعدادت نوي أوبشي كويرت سيلي دخوة وسوما دعوة سسري توش سيدي كان دول دوية كيج مرسوم شا к сожалению ويناخ تيسال وشاقيش بلاتفورم شاقيش بلاشات شكا كيج مرسوم شوش Эрен Хан Дукуя Шумда вместо того, чтобы решать реальные проблемы и обсуждать это. Мобил Духуахван Дейл Рейс Хелшун Дал Шиду Адойл Дал Диаберг Тиюл. آمين واش ديل ريس هنا خيول وأمنا خيول قدونا ديل ريس قطعة ويستخلي شو قطعة ويستخل شو عطات أقوى دعير زوري وجري يوخ إفيرا следующий إفير دقوة دونا يوخ يأردين آخر دوشون يو ووكرنا يأردين إشتهقين إسدالش دونا لطوليوشون وي تاق إش دونا ويا يوتنيول تشورخ يو إذا ويا بحنسنا بيرغل يقريوشون تاق حق وي ديتان دول وي تغان دين دول قميل إيران إش دونا قدع دونا وينا لاد مي خيتك ويا ديز الخيتك دوزي ديز الخيتك ويا حق ديدو دا مولا شونا يهو تاق مسانا ديل ريس خيول سلير مي نوخ قام شو مسو مارشا عيل شو مسير بيس دال ديق لول داق مالياتشون الله ريس خيول شامل تاق أعضاء دعيار زوري قويهار وين سيدي ريس خول شيدو دو داق مالياتشنا دال ديكاز بيقا بويل لدو چانا خاطر زين چانا تاوي دين قمي على دال أمتنا بصرنا بايدان دوش بقوم بايدان دوش خليل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته